Уахам, абсолютно хопшра каналаджем, ишья шуйцо эфирала, еще да агалует, абснаха дарахе кандидатцию злохо а теледебат кваша хапхита экран фарашха. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире Абхазское телевидение. Вашему вниманию предлагаются теледебаты с участием кандидатов в президенты, которые прошли во второй тур. Напомню, это Адгур Амиранович Арзанба и Бадра Зурабович Вунба. Хлопзев пахатырско кандидатша. Рабхедзе иргыланы, шзита суйдуахатби эфир ашок кылаша. Хартапқарықва алхрат комиссия хададжи ишок тыргылас ауп. Я айткыланы теледебатку ирзапсоп юсатки вивиба минуты. Рабхеш насымюа адил хубштвит хардырует, ана юсажа шахтует. Уаqa шарай шулшует алхуит шарай шханарханы жопак шпарц уезапсоп минут камта а таймер экран курджа и пургула хойд айбет бехтаджа хара амбепкайца раззара хазара квартак погашцойт пшизара гыгуп уи атакаqa зарейзапсоп минут ахпет бехтаджа шара ишоует алшара заракуи мыждарц ацухтаны вепхажа шахтуит алхуит шарай шханарханы жопак шпарц. Итак, уважаемые кандидаты и наших телезрителей, хотим ознакомить с правилами нашего прямого эфира, которые были утверждены в Центральной избирательной комиссии. Эфир состоит из нескольких блоков. Вначале мы послушаем биографию кандидатов, затем телезрителям и кандидаты будут предоставлено время для приветственного слова. На это определено 3 минуты. Таймер, кстати, будет отображен на экране, чтобы видели и телезрители, и кандидаты. Во второй части вам предстоит ответить на наши вопросы, вопросы ведущих по 2 вопроса. Всего будет по 4 вопроса, то есть на русском и на абхазском языках. В третьей части кандидаты могут обменяться вопросами. В завершение мы вновь вам предоставим слово, чтобы вы обратились к избирателям. В общей сложности наш эфир 2,5 часа продлится, должен. Стара кошма музыки елкаума. Мазей зархалака. Мапха хазатюруб Адгур Амиранович Арзанба инасымлю. Арзанба Адгур Амиранович родился 26 декабря 1981 года в городе Гудаута Абхазской АССР. С 1988 по 1995 годы учился в Бамборской средней школе города Гудаута. С 1995 по 1999 год в Башаран-колледже поселка Цандырып Гагарского района. В 2007 году окончил Кабардино-Балкарский государственный университет имени Бербекова, направление промышленное гражданское строительство, город Нальчик. В 2013 году повысил квалификацию в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, направление экономика, государственные финансы, государственное управление. В 2019 году в Лондонской школе экономики и политических наук направление «Экономическая история. Богатство народов. Исторические основы экономической дивергенции наций». Кандидат экономических наук окончил аспирантуру в 2009 году в Волгоградском государственном техническом университете, направление «Экономика и управление народным хозяйством». С 2010 по 2016 годы проработал в АГУ старшим преподавателем кафедры национальной экономики и кафедры экономической теории. С 2011 по 2013 годы советник председателя Государственного таможенного комитета Абхазии по экономическим вопросам. С 2012 по 2013 годы главный специалист отдела внешнеэкономических связей. 2013-2015 годы начальник отдела внешнеэкономических связей Министерства экономики Республики. С февраля по апрель 2015 года начальник управления экономики администрации президента Абхазии. С апреля 2015 года по декабрь 2019 года министр экономики Республики Абхазия. Вице-премьер правительства Республики Абхазия с декабря 2019 года по март 2020. Председатель республиканской общественной организации «Абхазское народное движение» с октября 2020 года по настоящее время. Женат, отец 3 детей. Адгур Амиранович, минутку ему. Бадра Зурабович биография. Уя нефсан уажиш. Итабуб хлопзия хатырску хаважлар. Ехетби амта маредзим.
иҟоу аҭагылазаашьа сара исымҳәаргьы ибзиаӡаны ижәдыруеит. Алхратә процесс иалархәаны имҩаԥысу ахҭысқәа зегьы ижәбоит. Аҳәынҵәа иқәҭәара, ицқьам атехнологиақәа, ҳҳәынҭқарра иатәым, ҳҵас иатәым, ҳаԥсуара иатәым атехнологиақәа, аха убри зегьы наскьаганы ҳауаажәлар, сыуаажәлар ҭабуп, ҳара сҳәар сҭахуп, актәи атураҿы схы алазархәаз. Отдельно еще хочу поблагодарить других кандидатов в президенты. Это Роберт Аршба, Олег Барцис, Адгур Хурхумал. Честно сказать, я этих людей знаю не один день, но в рамках выборной кампании для меня эти люди открылись по-новому. И я уверен, что эти люди обязательно будут востребованы в нашей команде. Если говорить о текущей ситуации, действительно она непростая. На нашем народе сегодня большая ответственность. Весь мир сегодня смотрит на нас, в особенности наши братские народы Северного Кавказа. Мы должны показать всему миру, что мы в Абхазии сами в состоянии определять свою судьбу, выбирать своего президента. Это будет дараться. Адгура Мирани Пайта Бубидуцина, уже хазатирует Бадра Зурабипа и Насмия. Гунба Бадразурабович родился 14 августа 1981 года в городе Сухум Абхазской АССР. В 1998 году окончил среднюю школу номер 20 в городе Сухум и поступил на экономический факультет АГУМ. В 1999 году перевелся и в 2003 году окончил экономический факультет Саратовского государственного аграрного университета имени Вавилова по специальности бухгалтерский учет и аудит. С декабря 2003 года по август 2004 ведущий специалист отдела финансирования социальной сферы и аппарата управления Комитета по финансам администрации города Саратова Российской Федерации. С августа 2004 года по февраль 2006 занимал различные должности в финансовом отделе Октябрьского района администрации города Саратов. В 2005 году присвоен квалификационный разряд младшего муниципального советника Российской Федерации 3 класса. С февраля 2005 по февраль 2006 года прошел профессиональную переподготовку в Саратовском региональном институте переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов АПК по специальности организация правового обеспечения. С апреля по июнь 2007 года ведущий специалист сектора сводного планирования сводно-аналитического управления Комитета по финансам администрации города Саратова. С сентября 2007 года по январь 2009 референт по правовым вопросам Кабинета министров Республики Абхазия. С января 2009 года по октябрь 2011 заместитель министра культуры Республики Абхазия. С октября 2011 года по октябрь 2014 министр культуры Республики Абхазия. С 2015 по 2020 годы занимался предпринимательской деятельностью. 22 марта 2020 года избран вице-президентом Республики Абхазия. С 19 ноября 2024 года по 10 января 2025 исполнял обязанности президента Республики Абхазия. Кандидат экономических наук, женат, отец двоих сыновей. Бадра Зурабипа, минутку. Табуп есма сажа салагадзе, агар епсо есма Роберт и шудесна хелоти хетби апсу журналистика амш, апсу журналистика амаца зизво, ехей зизво Рома, ванзи зизво з Рома заги и радесна хелоти хдерот, а журналистика ян накало, а хенткара усрахна шарафчибара цоп скуяна год, шарафчиба пату ауксымцо абснацги стопха. Агирах акер епсо хаважлар. Ишуждыру епш алхрат процесс ими песо актуатур хоркшоп. Алсшокай бзидзан ишдырот сразгуяна год. Хара хажлар ядар пшиза огара, апошра, апепшиз хуцра, ебзора хит, асепшико алсшока. Уже хазад голод айбатпе айтап, айбатпе тур, хокгала, апкап, хышук харгало, убезы срагурганы сахоп хаважлар. Инук залаги рымыз, ачхара, алшара,
азхуцра пепш азхуцра арпшны асипшиго алхруква мепахкапха. Дорогие соотечественники, первый тур голосования мы подытожили, результаты вам известны. Для нас очень важно пройти стабильно, спокойно предвыборную кампанию. Мы всю предвыборную кампанию демонстрировали уважение к своим коллегам. Ни одного высказывания из уст кандидатов в президенты, вице-президенты нашего штаба не было в адрес оппонентов, потому как мы люди ответственные. Мы знаем, что наши коллеги, кандидаты в президенты, и Роберт Аршба, и Олег Барцец, и Адгур Хуркмал, и Адгур Арзенбад достойны того, чтобы сегодня возглавить нашу страну. Результаты итогов голосования показали, что наш народ за сохранение стабильности в нашем обществе, за развитие в экономике, за улучшение криминогенной ситуации, за укрепление взаимоотношений с нашим главным стратегическим союзником. И эти вопросы, безусловно, те, которые являются существенными для сохранения стабильности, развития нашего государства. В этом смысле мы продолжим политику, направленную на созидание в нашем обществе. Спасибо большое. Табу бидудзан кандидатша, атрасготели хопшса, абриала кпехта хыркшу, паре студия хакижвет секундку акрештах. Я цахсует ишьяшует свой эфир, уже ям топ хара хазара квартаква рыгацара. Зынзаски хтивет пшсарак, бабсы шола, ба урыс шола. Сала гойцара. Апсу хунткара харгылойт хурат шоюб. Шерги ус шипхадзойт хымпада. Изи пшрой апсу хунткара шара шиблала. Адгура Мираны пашалака. Лаф ласала гарстахуб, апсуа харайну кузала гануху джана нахкалон. Апсуа хасабшуму апснаха анхат худис самшан фишха. Ви наху цикс яму брио сискуана гарописхо. Харапсуа абраха пшуман хан харца захана хоми бгашеги пшумацас язару. Аламас апсо духа ацас апхи харглозеру. Избанагзер закон азин корела масарала хунткара аджгим из маргыладас. Избанагзер абижа яхаба вада дениналге ахочка с гыларами ахцасусия хот. Уя закон янзым. Уи апсоро пьяну. Апсора апхир гылана хунткара خاء يحجر زجر الأحمر شالخو. экономика захинджера يحلم شو جاز. ناس شكا أبسوا حزق حيد قلرو. يخانس أبسوا جل يشوب ويزيد واحد نسكي أبشمت يشوكسا نحز حيشوب وبريجي عن قلته. بيزبانه جزر حزق حنت كار بزيح بود حجلر بزيح بود وجتي أمش حس حسنا يقوى تقلزاش بزيزنا يلقانا атак пхукра хапхе ишту илканы избанок зариха ими пасо процесс ко жапхе сначала гисхит тум хунткар ерзбаз ертахо апсна хада далархо хара яхмасса заква уяшадзам хара рахапшумачо нхос кавказ икунхо хашча рызиг ихахопшотиха и ахцо хоми бгаша учти ами ялхо бризиги дара ясклпшот убри атак пхукра яхаду илкана хоми пахкару убри писфристо хойтаву таву питуца падразрабипа табу писмастараза хунткарас яхбр яхтаху яхшистаузер хара хажлер ирбрито хо хунткара апхадзергона ихпшему ахокуитразмо а экономика считала икшу, а социал-то глазаща, а хымыншало. А шарты да раздараку, а хыцбу, а сепшико, а здараку роб, а рахунткара икусархо.
хымԥада иашоуп Адгәыр Амиран-иԥа ииҳәаз ҳаԥсуара, ҳқьабз, ҳхымҩаԥгашьа арҭ зегьы еицызароуп. Уи аицаларазы ҳара аҩныҵҟатәи ҳаизыҟазаашьа ламкаала ацклаԥшра зутәуп. Сгәы иаанагоит ҳажәлар иахьа ирымоу алшара, ҳҳәынҭқарра иалхра, ари акыр иаҳзыԥсоуп, ҭоурыхла ҳзызԥшыз зҵаароуп. Иахьа иашаӡам ҳасгәы иаанагоит ҳажәлар иҟарҵаз алкаа, агха рыхьҭҳа азгәаҭара макәымзар аӡәы дрықәыӷәӷәеит ҳәа азыхҳәаара. Избан акәзар, ажәлар ианукәзаалакгьы аҟәыӷара аадырԥшон, ажәлар ианукәзаалакгьы ржьара аӡәгьы илымшаӡацт. Убри азыҳәан сара сгәы иаанагоит ҳара ҳажәлар рыгәра ҳгароуп, иҟарҵо алкаа пату ақәҳҵароуп. Сара сганахьалагьы исаҳауеит, Адгәыр Амиран-иԥа изаҳауа еиԥш, сара сганахьалагьы исаҳауеит, ари Бадра Гәынба дызхагылоу акоманда, Беслан Владимир-иԥа Аԥсны аиакәым иақәдыршәараз иазнеиуеит, аҭира, макәымзар ажәлар рҿы иашам аполитика анагӡара ҳәа, уи иашам ҳәа сгәы иаанагоит ас еиԥш иҟоу ацәажәара. Избан акәзар, уи сгәаланаршәоит ҩнызқьи ԥшьба шықәса. Ишәгәалашәоит Сергеи Васил-иԥа данаауаз, аҳәынҭқарра ахада даналархоз, Сергеи Васил-иԥа иахырымҳәааз аиакәым иахьа ара итәоу зегьы ибзиаӡаны иаҳгәалашәоит. Уи саҭамыз даҽазнык ихазгәаласыршәоит, дааир Қырҭтәыла ҳадиҵоит, уи иԥҳәыс дақырҭуоуп, уи Аԥсны аҭиразоуп изаауа. Ишәгәалашәааи ҳазхәыцып Сергеи Васил-иԥа инаигӡаз иусқәа. Иахьазы иҭоурыхны иазаанханы иҟоуп ахьыԥшымра зхаҵара, ҳажәлар хәҷык рыбӷа аиҵахра, еиуеиԥшым аҭагылазаашьа армариара. Сгәы иаанагоит, убри убысҟан изҳәоз иахьа иацәыԥхашьаны ҿызымҭогьы ыҟоуп. Шәаи пату еиқәаҳҵап, шәаи ҳара ҳҿы инҭаҵо ҳажәа ацклаԥшра заҳуоуп, агьырахьгьы инаԥшуа уи иаҳа пату ақәырҵоит, ахаҵгыларагьы зыруа. Сара ианукәзаалакгьы иазгәасҭон, иахьагьы даҽазнык иазгәасҭар сҭахуп, ҳажәлар иҟарҵаз алкаа, сара сганахьала абжьы сырымҭазаргьы, агьырҭ абжьы рызҭаз дара пату рықәсҵоит. Дара рыгәрагара иаҳа сыԥсахар сҭахуп, сара сыгәра зхасҵаз иразҭгеит. Убри азы доусы иҳалшо наҳкӡароуп, пату еиқәаҳҵароуп, ҳара ҳазегьы еизаанхо ҳауп, ҳажәлар рхьаа еицҳхьаауп. Убри азыҳәан шәаи иҳалшола ҳара иаҳҳәо аҟынтәи ҳалагап. Табумдараӡам. Будем чередовать, да, Исмам? Да. Теперь вопрос на русском языке. Думаю, не стоит отрицать, что существует сегодня такая практика, что несмотря на существующее законодательство, на какие-то нормы, есть множественные сделки по продаже недвижимости иностранным гражданам. Как вы думаете, данная реальность является ли угрозой нацбезопасности в будущем, и, может быть, сегодня? И как этот процесс можно регулировать? Знаем, что закон о кадастре до сих пор открыт, насколько я понимаю. Поэтому вот хотелось бы услышать ваше мнение по данной теме. Гурам Миранович, давайте с вас начнем. Вопрос состоит в том, что это угроза ли национальной безопасности? Да, и как это регулировать, если это, на самом деле, несмотря на закон... Формулировка угрозы национальной безопасности, мне кажется, здесь не подходит, потому что, да, существуют факты, когда в обход действующей или в рамках действующей законодательной базы находятся лазейки по приобретению жилья иностранными гражданами, но это не носит такой масштабный характер, чтобы это угрожало национальной безопасности. Национальной безопасности угрожала как раз-таки инициатива, которую поддерживал Бадра Зурабович по строительству здесь десятков тысяч апартаментов. А то, что существует сегодня такая практика, я с вами согласен. Что для этого нужно сделать? Я очень коротко отвечу, потому что хочу, чтобы меньше времени мы тратили на этот блок эфира. Необходимо доделать работу по земельному кадастру. Надо, чтобы он начал работать. Необходимо создать единый реестр прав собственности.
Более того, необходимо создать единую базу сделок нотариальных контор, чтобы вся эта сетка была прозрачной. Более того, те случаи, которые сегодня уже выявлены, если есть какие-то лазейки в законодательстве, нужно просто менять законодательство. Кстати, в нашу бытность мы неоднократно делали изменения в законодательство, в том числе об инвестиционной деятельности, которые так или иначе точечно закрывали эти лазейки. Но, по всей видимости, все равно существуют эти схемы, и с этими схемами надо бороться, есть международная практика. Поэтому, еще раз говорю, есть базовые вещи, это кадастр земельный, потому что земля – это основа, единый реестр прав собственности. К сожалению, сегодня учет собственников жилья или недвижимого имущества в разных районах ведется по-разному. В некоторых районах, даже вот в сельской местности, ведут до сих пор амбарные книги. В цифровой век это на самом деле уже анахронизм. Это на самом деле несложно все поменять. На это нужно от 1,5 до 2 лет, и всю систему учета прав на недвижимое имущество можно оцифровать. И более того, как есть много примеров в мире, эту базу можно сделать открытой. То есть там нет ничего секретного. Вот в ряде стран можно по запросу получить информацию, кто является владельцем той или иной недвижимости. Поэтому вот я считаю, что вот эти вот несколько шагов позволят минимизировать вот эти вот действия, направленные на обход действующего законодательства. Спасибо. Спасибо. Бадрус Зуравович. Спасибо большое за вопрос. Значит, хотел бы отметить, Адгур Амирович говорит, что не носит масштабного характера, но более 4,5 тысяч сделок нотариальных по передаче в доверенность жилого имущества за весь период с 2008 года. Значит, это немалое количество. Я бы хотел отметить, что для себя сформулировать, и мое мнение, конечно же, продажа жилого имущества, ограничения необходимо сохранить, в отличие, кстати говоря, от тех, кто очень сильно говорил, старался протолкнуть этот вопрос, в том числе и соратники Адгура Амировича очень много про это говорили, что никакой угрозы в этом нет. Но я считаю, что те ограничения жилой недвижимости, которые существуют, они оправданы. Что касается коммерческой недвижимости, здесь должен быть совершенно другой подход. Вы знаете, что юридические лица, значит, индивидуальные предприниматели, в том числе и граждане Российской Федерации, они могут приобрести любую коммерческую недвижимость. В этом смысле у нас никаких ограничений в отношении граждан, понятно, это в основном граждан Российской Федерации нет. И быть не должно, да, это однозначно. Здесь законодательство регламентирует четко, понятно и прозрачно. Но мне кажется, что те серые схемы, которые действуют в обход нашего законодательства, надо их регулировать, надо правоприменительную практику соблюдать более жестче. Спасибо. Спасибо большое. Анестез зараз рестиует, басиқоп апсуая нахтахуа закон хакнуқой дачазнықке закон хақрақылует. Аторықаҿы иҟам милаҭк закон иқәнымҟәақәа аҳәынҭқарра зыргылаз. Аха инаркны анхаҩ иҟынӡа закон иқәныҟәаларц азыҳәан иҟаҵатәуи, насгьы иҟаҵатәуи азакон аԥхьа зегьы иҟаразарц шәгәаанагарала. Бадрус Зуравович шәалагап. Табуп азҵааразы азакон уи иашоуп ҳара иҳалааӡо ҳкультура ҳқьабз аныҟәгара уи иашоуп, аха аԥхьаӡа иазгәасҭар исҭаху иоуп ҳкультуреи ҳқьабзи азакәани дара еиқәшәоит, дара азнеишьакоуп. Дзусҭазаалакгьы дынхаҩума, чынуаҩума, абизнес инапалакума, ҵарауаҩума, азакәан аҿаԥхьа рызегьы аиҟәра аҭахуп. Азакәан аҿаԥхьа ауаа ракзаара аныҟамларагьы аӡәы зыҭамыз џьара аӡәы ица дҭалан дҭаркит. Агьы иахьа ихы иааҭашәо зегьы ибџьар иҟәынҵаны ауаа дрыланы аиакәымқәа ацәгьарақәа ҟаҵо азакәан аус анамоу убысҟан ҳауаажәларгьы агәрагара рцәыӡоит азакәан аныҟәгара. Убри азыҳәан сгәы иаанагоит аԥхьаӡа иргыланы, ачынуаҩ аԥхьа днаргыланы азакәан аныҟәгара аҭахуп. Уи ихылаԥшо аусбарҭақәа
иаҳа ирӷәӷәатәуп азакәан амҩақәҵаразы. Сара арҭ ашықәсқәа ирҭагӡаны игәасҭон еиуеиԥшым аҭагылазаашьа уадаҩрақәа, ацәгьоурақәа назыгӡаз аӡәы иаҳалшарак аниуҭа, азакәан аусура иаҟәыҵуп. Убри азыҳәан ҳара ҳамч ҳалшаз зегьы, ҳара ҳзакәан аныҟәгаразы дзусҭазаалакгьы аныҟәгара ахадара аарԥштәуп. Убри азыҳәан азакәан ҳақәымнаҟәыр ԥсуаҵас мацарала аҳәынҭқарра ҳзышьақәыргылаӡом. Адгәыр Амиран-иԥа. Закон атәы ҳҳәозар, аԥсуаа ҳаиԥш азакон иацнаҟәо амилаҭ ыҟаӡам. Аха уи аус анбауа, азакон зегьы рзаҳан иԥшызар, нас аус ауан. Уара утәы сасҭәы ҟамҵакәа Аԥсны Ахада аԥхьа днаргыланы ҿырԥшыгас иҳәа иаарԥшыр, нас азакон зегьы рзаҳан аус ауеит ибзиазаны. Ара Бадра Зураб иԥа иажәа алаҵаны иҳәеит, аца иҭалаз ҭаҳкуеит иҳәеит. Аца иҭалаз сыздыруам, аха абри магнитофонк зӷьычыз ҭаҳкуеит, аха миллиардла изӷьычыз иахьа аполитика иалахәуп, аӡәгьы даҭаҳамгӡеит. Убарҭ рҭакра ҳаналагалак, нас азаконгьы аус ауеит, зегь рыла ҳманшәалахоит. Ҽазнык исҳәоит, Аԥсны Ахада гарант конституциа иашами, усуми ишыҟоу. Аԥсны Ахада икәша-мыкәша иҟоу рыла далагозароуп, иааирԥшозароуп азакон аныҟәгара. Нас зегь рыла ҳманшәалахоит, усуп сара ишыздыруа, усуп иара еиуеиԥшым аҳәынҭқаррақәа рыхәаԥшызар, усуп зехьынџьара ихыҟоу, азакон аус ахауа. Азакон зегьы рзаҳаны иԥшызар аус ауеит. Иԥшымзар, уара утәы састәы ҳаҳалагар, еилых ҟаҳҵар аус ауӡом. Убри ауп иҟоу. Табу. Теперь вопрос от меня, второй уже по счету. В какой сфере, предположительно, больше теневой экономики, какие шаги надо предпринять для уменьшения теневой деятельности и значительно, соответственно, увеличить собираемость налогов? Давайте, Бадра Зурабович, с вас начнем. Спасибо большое. Значит, что касается теневой экономики, определить и сказать, в какой из сфер теневая экономика выше, очень тяжело. Но я бы хотел привести вам пример. Значит, в 2020 году, когда мы начали работу, были назначены руководители районов, главы администрации на примере Гагарского района. Только в туристической сфере в Гагарском районе за счет улучшения администрирования мы выявили более 600 организаций, которые не стояли на учете и не платили никаких налогов. Вы знаете, что до 2020 года Гагарский район был дотационный. Сегодня Гагарский район является донором. Такого рода деятельность необходимо продолжить, за счет чего нам удалось увеличить бюджет в 2,5 раза, именно за счет администрирования. Нам необходимо применять современные технологии. Мы знаем, что очень много возможностей, потенциала у нашей страны, которые необходимо раскрывать. Мы не ввели ни одного дополнительного налога, нагрузку на бизнес. И удалось с 4 миллиардов 800 миллионов рублей бюджета собственных доходов поднять до 12 миллиардов рублей. В этой связи для нас это показатель того, что есть над чем работать за счет скрытых резервов. Кстати, пользуясь случаем, я бы хотел отметить, что в период энергокризиса Гагарский район нам из своего бюджета помог покрыть расходы, связанные с оплатой за электроэнергию. Гагарский и Сухумский район. Такие же показатели у нас практически по всем районам. В 2,5 раза увеличилась доходная часть бюджета. Это за счет постоянной, планомерной, эффективной, можно сказать, работы людей, которые ежедневно занимаются этим направлением. У нас огромные, я считаю, что резервы и в туристической отрасли, и в сельском хозяйстве, и во многих других направлениях, которые необходимо развивать и параллельно создавать условия, чтобы налогооблагаемая наша база за счет этих сфер увеличивалась в разы. Спасибо. Спасибо. Адгур Амиранович. Ну, во-первых,
если говорить в какой сфере больше теневой экономики, ну, я думаю, что это сфера торговли, потому что сфера торговли занимает большую часть индикатива. Вот если в индикативном планировании говорить, большую часть приходится на торговлю. Я думаю, что там есть основные проблемы. Что нужно сделать для того, чтобы побороть этот теневой сектор? Во-первых, нужно наладить первичный учет. Это контрольно-кассовая техника. Эта программа была утверждена еще в 2019 году, но за эти годы, к сожалению, она реализована не была. Если мы не наладим первичный учет, то бороться с теневой экономикой практически невозможно. Это бесполезное занятие. А что касается бюджета, Бадр Разурович, у вас, по всей видимости, неверные данные. В 2019 году бюджет составлял, если говорить о собственных доходах, 6 миллиардов 700 миллионов рублей. А если говорить о 2024 году, он составлял 10 миллиардов 200 миллионов рублей. Вы, видимо... Я говорю о государственном бюджете. Я говорю как раз о государственном бюджете, да. Теперь я хочу сказать, что за последние 5 лет объем теневой экономики увеличился ровно в 2 раза. Это легко посчитать. Есть у нас показатель ВВП, если отношение бюджета, доходов бюджета к ВВП от 2019 года, то это было 33%. То если говорить про 2024 год, это 14,5%. То есть в 2 раза увеличилось объем ВВП, но при этом доля, налоговая нагрузка, так называемый показатель на ВВП, он сократился в 2 раза. Соответственно, мы делаем вывод, это косвенный показатель, который нам дает понять, что объем теневой экономики увеличился в 2 раза. Соответственно, если мы говорим об абхазской части объемом 10,2 миллиарда, то по факту должно было быть 20 миллиардов рублей. Соответственно, 10 миллиардов рублей – это то, что находится сегодня в тени. Я понимаю, это сложная работа. Наши сотрудники налоговой структуры, таможенного комитета делают действительно все возможное. Но есть еще техническая сторона, есть и заработная плата не очень высокая, и у них недобор там людей и так далее. Ну, здесь нужна поддержка государства, и приоритет в этом направлении надо выстроить. Людей надо мотивировать, людей надо технически оснащать. То, о чем я говорил выше, это контрольно-кассовая техника. Нет ни одной страны в мире, в которой нет кассовых аппаратов. Поэтому первичный учет в первую очередь. Естественно, безналичный расчет надо увеличивать, это банковский сектор. У нас, к сожалению, сегодня карточная система АПРА, она, к сожалению, не соответствует современным стандартам. То есть такие вещи, как эквайринг и так далее, сегодня осуществлять невозможно. То есть это, ну, простыми словами, вот в приложении банка, Абхазского банка, невозможно оплачивать и пользоваться услугами так, как это позволяют делать российские карты. Сегодня абхазский рынок захватили карты российских банков. Почему? Потому что ими, удобнее пользоваться, потому что система АПРА, к сожалению, отстает. Но эту задачу можно решить, и мы в состоянии сами ее решить. И второе, это то, что с помощью этих карт люди просто обходят наши налоговые органы. Но это вот для того, чтобы эту проблему решить, надо решить первую проблему. То есть создать условия для того, чтобы бизнесмены, предприниматели наши пользовались нашими картами. И весь перечень услуг, которые предоставляют российские банки, они могли здесь нашими услугами пользоваться. Тогда безналичный расчет в банковской системе будет выше, и тогда и прозрачность будет больше. Спасибо. Табуб атрысқо кандидатша Бриала Айбабек тақсыр күшойт әрі студия кежует секунд көпірішті. Я тахцует ишяшует свой эфир, атрысқо кандидатша яйт амта азараква ремдара зыпен, агуразгойт, батой куцаныла мысла, Ажлари рухоша сараква шурлачажуитма. Абхизма да гуахара, азарати разыш, гуала сарфют, атагака заразы, на минут кра арамта. Я гуахара змада яла года. Бадр Разурович, урау я хабуб, мы сквакрала.
Табу под Гурамираны па. Сра зара с пшупис дорота зара с шуму халаганза шалат шужун алшара шесто. И табу бастара шумызым Саша? У нас и цурцерхоло. Бзил. Хорошо. Я думаю, что у нас есть возможность обсудить и, в отличие от того эфира, который был до этого, у нас есть возможность обсудить и международную обстановку, и текущую экономическую ситуацию. Но прежде чем затронуть эти темы, я хотел бы немножко отойти вообще от сегодняшней действительности и, может быть, несколько слов о нашей истории сказать. Я хотел бы вас спросить, Бадра Зурабович, вот был такой в нашей истории руководитель Абхазии, абхазский князь Сафарбей Шерфашизбы Чачба. Вот какое у вас отношение к этому историческому персонажу и к тому историческому периоду? Вы знаете, я бы сказал, что за нашу историю существования нашего народа можно отметить многих руководителей, которые несли ответственность за народ Абхазии. Оценок давать тем или иным руководителям считаю неправильным, но считаю, что наш народ всегда возглавляли люди достойные, которые приносили пользу, сохраняли мир и стабильность в нашем обществе и столетиями сохранили наш народ. Это самое важное, что удалось руководителям разных периодов. В нашей истории были разные страницы. И давать оценку кому-либо из тех, кто в разные периоды руководил нашей страной, я бы не хотел. Ну, это не ответ, Бадра Зуравович, потому что мы обязаны давать оценку. Нет, это вы не наша обязаны. история. Вы не Как вы обязаны. относитесь к тому периоду времени, когда он был руководителем Абхазии? Мы же можем тот период времени хотя бы? Да, это были непростые времена. А в чем Времена, которые, безусловно, прошел наш народ достойно. И А можно поконкретнее, Бадра? Адгур Амиранович, вы, наверное, меня плохо услышали. Я не хотел бы давать оценку людям, которые возглавляли наш народ в разный период времени. Я могу говорить о наших современниках, наших с вами. Это Владислав Григорьевич, это Сергей Васильевич, действия которых были у нас на глазах. Мы были очевидцами всего того, что происходило уже в нашем. А интерпретировать историю по своей морали и давать оценку руководителям, Да я дело считаю, что же неправильно. не в оценке, Бадр Иванович. Это исторический период нашего времени с вами, это история нашего народа. Мне бы хотелось просто понимать, как вы оцениваете тот период. Вот и все. Если просто вы не знакомы с этим периодом историческим, вы так и скажите, зачем вы... Адгур Амирович, давайте уважительно относиться друг к другу. Я знаком с историческим периодом правления Шервашидзе Чачба, знаком с Именно периодом правления Сафарбея. других руководителей. Поэтому вы решили нас вернуть в историческое прошлое в связи с чем-то. Прошу вас, начинайте. Нет, я хотел просто ваше отношение к тому периоду понять, но, к сожалению, вы так и не ответили. Этот период действительно был очень сложный. Я вам просто расскажу в двух словах, почему я о нем вспомнил. Из исторических источников известно, что этот период ознаменовался тем, что руководитель Абхазии того периода, он находился здесь, в Сухуме, и его охраняли внешние силы, тогда как его абхазский народ не принял. И все годы своего правления он находился практически в этой церкви. Не церкви, а крепости. И не выходил оттуда. Вот этот исторический период времени был ознаменован и связан с этим историческим персонажем. Адгур Амирович, я не пойму вашего посыла, вы продолжайте, Я думаю, пожалуйста. наши телезрители поняли, что я имел в виду. Теперь ваша очередь. Слушаю вас. Я слушаю Адгура Амировича.
Ну, выходит, что Адгур Миранович У будет него вас наверняка сегодня есть вопросы. интервьюировать. Да. Я готов к этому. Хорошо. За этот период времени, предвыборный период времени, да и ранее, он ознаменовался такими неприятными инцидентами. Вот, например, не так давно депортировали нашего молодого, талантливого человека Бараса Кучба на абхазо-российской границе. На 10 лет его депортировали. До этого наши уважаемые общественные деятели, двое, были лишены российского гражданства. Апофеозом всего этого стало сообщение о том, что Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело на некоторых наших граждан. Скажите, пожалуйста, ну, из того, что вот, если логическую цепочку выстраивать, как мы это видим, можем ошибаться, но мы так это видим, это делается в вашу пользу. Скажите, пожалуйста, как вы к этому относитесь, вот к такого рода действиям со стороны нашего стратегического партнера и союзника? Адгур Амирович, значит, ваш посыл наверняка понятен всем. То, что делается в мою пользу, это обманчивый посыл, это неправда. Я бы хотел отметить, что такого рода действия были совершены еще до начала предвыборной кампании. Это если говорить о гражданстве, о лишении гражданства Российской Федерации. Я считаю, что использовать в рамках политической борьбы эти вопросы неправильно и несправедливо. Согласен Такого с рода вами. вопросы должны ставиться перед теми, кто сегодня исполняет обязанности президента страны, и они должны обращаться к нашим коллегам по данным вопросам. Что касается возбуждения уголовных дел, на это я считаю, что наши власти обязательно должны отреагировать, потому что это касается граждан Абхазии, в том числе, если ими совершено преступление, либо попытка некого незаконного действия. Я считаю, что здесь наши власти должны обратить на это внимание. И более того, если такого рода действия действительно были совершены, я считаю, что и правоохранительные органы нашей страны должны обращать на это внимание, потому что это все происходило на территории Абхазии. А что касается депортации гражданина, о котором вы говорите, ну, откровенно говоря, мне сейчас детали неизвестны. Лишение гражданства России двух представителей общественно-политических движений, я бы хотел отталкиваться от следующего, что все-таки гражданство России – это прерогатива российского государства и компетентных органов Российской Федерации. Я бы не хотел бы, чтобы в наши внутренние вопросы, в том числе предоставление либо гражданства Абхазии, вмешивались другие страны. Это наше суверенное право, это право государства, и в этом смысле не будет честно, да, неправильно ставить вопрос о том, на каком основании, либо за что лишены. Конечно же, мы должны отстаивать права наших граждан, где бы они ни находились. Мы это будем делать. Мы это и, кстати говоря, и делали. Поэтому есть вопросы, которые находятся в компетенции абхазской стороны и которые в полной мере необходимо применять. То есть у вас негативное к этому отношение, я так понимаю? Я вообще, конечно же, с сожалением отношусь, что в отношении граждан нашей страны заводят уголовные дела. Но надо разобраться в причинах, которые являются для данного решения. Я думаю, что правоохранительные органы Абхазии и России должны выйти на контакт для изучения материалов данного вопроса. Может, у вас есть вопрос? Старшему Бадразу Рабитва. Ну, Адгур Амирович, ну, раз вы задаете вопрос о действиях наших коллег, наверное, это не по адресу, но то, что касается, значит, абхазской стороны, я вам ответил. Я вчера буквально наблюдал за вашим роликом, в котором вы говорили о том, что сегодня Российская Федерация оказывает поддержку
в получении, там, не знаю, транспортных средств, в авиасообщении, в железнодорожном сообщении, что за это завтра нашему народу придется платить. Вы наверняка знаете, что такого рода возможности предоставляет российское государство, Российская Федерация, которая была последовательна в своих действиях. За эти годы гораздо больше поддержки мы получили в рамках социально-экономического развития, безопасности нашей страны. О каком счете может идти речь, за который должны будут платить граждане нашей страны? Для меня это непонятно, я хотел бы, чтобы вы разъяснили. Я отвечу. Дело вот в чем, Бадр Зурабович. На вашу предвыборную кампанию, именно за этот период, в совокупности потрачено более 2 миллиардов рублей. Это все делается в вашу поддержку. Возникает вопрос, и почему он закономерен, этот вопрос? Потому как вы представители той команды, которая подписывала за спиной абхазского народа разного рода соглашения. Вы брали на себя обязательства, выходящие за рамки полномочий президента Абхазии. И все это делалось за спиной абхазского народа. Соответственно, если за предыдущие 5 лет, честно вам скажу, у нас были периоды, когда мы сидели без электричества по 6-8 часов. Более того, вам известно, что в период с 2024 и 2023 включительно Абхазия наших с вами денег, налогоплательщиков, заплатила за переток электричества из Российской Федерации 1 миллиард 900 миллионов рублей. Соответственно, и возникает вопрос, если столько денег тратят на вашу предвыборную кампанию, учитывая ретроспективу, вот эту поведенческую модель вашей команды, закономерно возникает вопрос, а что взамен? И, кстати, что вы будете делать, когда вы проиграете выборы? Значит, спасибо, значит, за вопрос. Я бы хотел отметить следующее. Я не знаю, откуда вы обладаете информацией о том, что более 2 миллиардов рублей потрачено на предвыборную кампанию Бадры Гунба, но я бы хотел вам напомнить все-таки, с момента признания независимости Российской Федерации, нашей страны, на поддержку Абхазии потрачено сотни миллиардов рублей российских налогоплательщиков, которые безвозмездно помогают нашей стране. Это вопросы безопасности, обороны, экономики, социального развития и многие те направления, которые необходимы для формирования и сохранения нашего государства. В этой связи никогда Российская Федерация не выставляла счет и не делала это под кого-либо. Все то, о чем нам удалось договориться в рамках моих встреч, это была поддержка нашего населения. Ну как можно говорить о том, что ради предвыборной кампании Бадры Гунба, значит, российское государство тратит миллиарды рублей. Ну это же неправда и несправедливо. В этой связи нет, считаю... Бадр Зураевич, мы с большой благодарностью относимся к тем процессам, которые происходят. И я хочу, пользуясь случаем, слова благодарности передать и Сергею Владимировичу Киренко, который действительно, он, во-первых, наш земляк, и я вот, глядя на его выступление, вижу, он с большой душой и теплотой к этому относится. Просто ну, если вы так получилось, я свое слово завершу, да. Так получилось, что это все делается в рамках вашей предвыборной кампании. И вы, неужели вы считаете, что кто-то это не понимает? И, да, это все хорошо, но вопрос в другом, Бадр Зураевич. Почему это не было, допустим, в 2024 году, в 2023 году, в 2022 году и так по порядку? Адгур Амирович, ну вы знаете, что мои полномочия исполняющего обязанности были с ноября месяца. Все те соглашения и договоренности, которые мы достигли в ноябре месяце, они реализовываются по сегодняшний день. Как можно говорить о том, что под выборную кампанию Бадры Гунба предоставляется электроэнергия? Это в первую очередь поддержка населения Абхазии.
это в первую очередь сохранение социального положения граждан нашей страны. Бадра Гунба не ездил, не просил какие-то личные, не решал личные вопросы. Мы все вопросы, которые обсуждали, были связаны с нашей страной. То, что делалось и раньше, но делалось в других условиях. Сегодня мы оказались в тяжелых условиях, и Российская Федерация нам оказала поддержку. 11 часов без света наша страна еще не оставалась никогда. Да, вводился график, веер, по 2, по 4 часа, но такого кризиса еще не было. За это я благодарен российским коллегам, что они очередной раз протянули руку помощи в тяжелейший период для нашей страны. И говорить о том, что завтра кто-то нам выпишет счет за все, что сделано, Не нам, это вам несправедливо. лично, Это ни нам, ни народу Абхазии никто никогда еще в рамках нашего взаимодействия с Российской Федерацией не предъявлял никаких счетов. И наши граждане должны понимать, что это попытка донести свою правду в рамках политической борьбы от Гурб. Нет, Бадр Азарабович. Дело вот в чем. Вы говорите 11 часов без электричества, но а почему мы сидели 11 часов без электричества, Бадр Азарабович? Потому что в период вашего правления довел до практически катастрофы в энергосфере. И да, доведена была ситуация. Более того, я хочу вам напомнить, что в бюджете на 2024 год и в проекте бюджета на 2025 год не было ни рубля на приобретение перетока электроэнергии из России. Таким образом, мы оказались в ситуации, когда, с одной стороны, все рапортуют о том, что перевыполнен бюджет на 123%, на 148%. При этом мы оказались в ситуации, когда не было денег. Я помню, когда исполняющий обязанности президента по 7-8 миллионов рублей в день пытались найти, просили предпринимателей. Мы тоже принимали в этом участие. Я лично звонил предпринимателям, чтобы они оплачивали электричество. Но вы опять же говорите, что никто счет не предъявит. Я ни в коем образом не ставлю под сомнение отношения России к Абхазии. И отношения президента... Вчера про это и говорили. Нет, секундочку. Нет, секундочку. Я договорю. Я говорю про то, что было в течение этих 5 лет, Бадр Азарабович. Вот мы всегда, говоря о будущем, вспоминаем прошлое. Но это же жизнь. Поэтому, если мы в течение прошлых 5 лет видели ситуацию, когда ваша команда подписывала соглашение в тайне от народа, в рамках которых были взяты обязательства. Слово «обязательство» не я произносил, это произносил экс-президент, вы все произносили о том, что у нас есть некие обязательства перед российской стороной. Об этих обязательствах абхазский народ узнал только тогда, когда уже пришел час расплаты, скажем так. Поэтому вот эта поведенческая модель вашей команды, она наталкивает на определенные мысли. Вы меня извините, конечно, это немножко, может быть, звучит предвзято, но это так. И вот исходя из того прошлого, в рамках которого мы находились эти 5 лет, и возникает этот вопрос. Более того, вы говорите о том, что там Российская Федерация нам помогает. Но если бы в рамках этой помощи, вот сейчас, в течение 1,5 месяцев, которая сегодня идет, да, вот этот, кто-то даже шутил там в интернете «рог изобилия», если бы везде в рамках этой помощи присутствовало по Конституции, которую я считаю, что вы нарушили, присутствовал бы исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Рамшунович Ганба, это было бы понятно, что эта помощь идет абхазскому народу. А это все выглядело, и вы нам сейчас хотите сказать, что это не так, но это на самом деле немножко меня заставляет немножко улыбаться. Вы хотите мне сейчас сказать, что все это делается не в рамках вашей агитационной деятельности, это просто совпадение, что приезжает министр здравоохранения России, или вы приезжаете в Москву, встречаетесь с федеральными министрами, и все эти вопросы по мановению волшебной палочки решаются. Это же агитация. Но неужели вам это непонятно? Адгур Амирович, мне все понятно, и позиция ваша мне понятна и совершенно очевидна. Значит, что касается встреч с руководителями, еще раз возвращаю вас к тому моменту, что
я исполнял обязанности. Более того, то, о чем вы говорите, о нарушении Конституции, речи быть не может, потому что по Конституции, в том числе по закону о выборах, я мог еще оставаться, исполнять обязанности, участвуя в предвыборной кампании. Значит, все те встречи, которые были запланированы здесь, в Абхазии, в Москве, были направлены на улучшение качества жизни граждан нашей страны. Сегодня прошу обратить ваше внимание, что проходят очень важные вещи, такие как диспансеризация. Как можно привязать эту историю к предвыборной кампании, когда касается здоровья граждан нашей страны, молодых людей. Это наше будущее. Люди, которые должны взвалить на свои плечи ответственность за нашу страну. Если мы не будем создавать благоприятные условия, о каком развитии государства может быть? Я вам приведу элементарный пример. Что для меня значат эти встречи? Я по пути, находясь в Москве, по пути на встречу с министром здравоохранения Российской Федерации, получил звонок от нашего общего знакомого, героя Абхазии, который обратился с просьбой. Он даже не знал, что я нахожусь в Москве. Он не знал, что я еду на встречу с министром здравоохранения Российской Федерации. И говорит следующее. У меня родился внук, у него тяжелые патологические последствия. Его легкие самостоятельно не могут задышать. На этой встрече через полчаса я ставлю вопрос о помощи этому младенцу, который родился. Как вы думаете, это ради предвыборной кампании делалось? Это же возможность быть полезным для своего общества. Я не нацелен на достижение результата такими методами. Для меня самое главное – оставить свой след. Поэтому все, что делается, это на благо народа Абхазии. Ни в коем случае говорить о том, что Российская Федерация помогает под определенного кандидата или человека, который проводит предвыборную кампанию, считаю несправедливым. Безосновательным. Безосновательным. Да. Я с вами абсолютно согласен, Бадар Зурабович. Вот вы сейчас сказали о диспансеризации. Эта диспансеризация давно назрела, и диспансеризация касается наших деток, да, вот это детей. Да. И действительно, я с вами абсолютно согласен, и искренне с вами согласен, делать пиар и агитацию на наших больных детях, это, конечно, это вообще не соответствует нашим традициям, это то, что должно быть вообще забыто раз и навсегда. Я считаю, что каждый из нас, где бы ни находился, чем бы ни занимался, если имеет возможность, в том числе используя свои отношения, улучшить качество жизни наших граждан, он должен это реализовывать. Конечно. И если бы вы, Адгур Амирович, если наши коллеги Роберт Аршба, Олег Барцыц, Адгур Хурхмал имел бы такую возможность и не сделал бы для наших граждан, я считал бы, что это несправедливо. Поэтому, где бы я ни находился, чем бы я ни занимался, если у меня есть возможность помочь хотя бы одному гражданину нашей страны, для меня это важно, и меня ничего не остановит реализовать эту программу. Я хочу вам сказать, что Олег Мсасович Барцыц, Роберт Иванович, кстати, Адгур Димович Хурхмал много помогают людям. Да, Они действительно много помогают. О себе я говорить не буду, это неправильно, но они делают это без телекамер, без софитов, съемок фотографов и так далее. Есть такое выражение русское: «Сделал добро, выбрось в воду и забудь». Вот если бы так это происходило, конечно бы сегодня этот вопрос не возник бы. А все, что происходит, это просто такая, знаете, агитация на уровне каких-то 90-х годов. Ну, видимо, ваши пиар-технологи или политтехнологи по старым лекалам работают. Ну, оставим эту тему. И у меня к вам еще один вопрос, если вы позволите. Бадар Зурабович, мы, наверное, попозже поговорим о программах, и о моей, и о ваших, и будет у нас такая возможность. Но программу реализуют люди. Скажите, пожалуйста, а кто ваша команда?
Потому что вокруг вас мы видим тех людей, которые действительно трудились последние 5 лет, довели нас до энергетического кризиса, загнали нас в долговую яму. Мы вокруг вас видим, по сути, действующих чиновников, которые якобы в отпуску. И если в случае вашего избрания, будет ли какое-то обновление кадров, или все те люди, которые работали весь этот период 5 лет с вами, они продолжат свою работу? Конкретно можно даже, вот я вижу, вы улыбаетесь, могу задать конкретные вопросы. Вот экс-премьер-министр, мною уважаемый Александр Золотинскович. Кстати, чью поддержку политическую вы искали в 2020 году? Нет, такого не было. Обращались? Нет. Это вас ввели в заблуждение. Если вы эту тему хотите развить, я вам потом расскажу отдельно. Но Александр Золотинский человек порядочный, и у меня с ним разные взгляды на строительство государства, но он никогда не обманывает. Вот то, что было, вы у него спросите, он вам расскажет о наших встречах. Но сейчас не об этом. Вот конкретно, если вы о нем говорите, и другие чиновники, которые сегодня активно работают в вашем штабе, они сохраняют свои позиции в вашей команде, и будет продолжаться то, что происходило все текущие 5 лет, или будут какие-то обновления? Адгур Амирович, хорошо, что вы задали вопрос. Такое ощущение, что вы мне здесь подыгрываете. Вы наверняка знаете, что мы Почему бы и нет? Стартовали с программой «Команда Абхазии». В рамках этой программы, запущенной платформы, более 2000 человек уже заполнило свои заявки для участия. Для меня очень важно осуществить работу совершенно при новых условиях и подходах. Считаю, что у нас очень достойная молодежь, люди, которые смогут себя реализовать в рамках управленческих кадров. Вы знаете, что у нас не было кадрового резерва. Основной упор я буду осуществлять в рамках работы этой платформы. Вы знаете, что такая платформа, кстати говоря, существует в Российской Федерации, благодаря которой многие губернаторы, депутаты Государственной Думы, заместители министров, федеральные министры прошли в рамках такого же отбора. И в этой связи считаю, что такой подход у нас назрел. Мы будем подбирать в команду людей, которые достойно будут представлять нашу страну. Вы знаете, что в нашей команде есть люди, которые уже имеют опыт. Я намерен в том числе собрать людей с разных команд. Адгур Амирович, с вашей команды, с команды Роберта Аршба, Олега Барцец, с командой Хуркмал Адгура я не знаком, но уверен, что у нас есть потенциал собрать команду профессионалов, которые могли бы сделать очень много полезных вещей в рамках нашего государства. Что касается тех людей, о которых вы назвали, я действительно так же, как и вы, отметили, считаю их людьми достойными. У меня лично, ни у моей команды нет обязательств ни перед одним человеком. Поэтому я использую все свои возможности для того, чтобы собрать команду, которая достойно будет представлять нашу страну. И в этом смысле я буду опираться на ту платформу, которую мы создали. Еще раз повторю, более 2000 заявок. Это показатель на новое веяние, на новый спрос, появление новых лиц. И я уже в рамках работы с этими анкетами для себя отобрал людей, которые могли бы быть полезны в тех или иных областях. Мы продолжим эту работу. То есть вот эти чиновники, которые сегодня вас окружают, в вашей команде предвыборной, и делают большую работу, они завтра работать не будут, и просто вокруг вас они собрались в рамках какой-то идеологии. Я правильно понимаю? Я еще раз повторяю, что мы будем собирать команду людей, в том числе из действующего состава, привлекать новых людей, привлекать из тех или иных команд, которые мы, кстати говоря, за которыми мы наблюдаем, отслеживаем.
А что говорить о чиновниках и о людях, которые поддерживают нас, Адгура Мирович? Вокруг вас нет новых лиц. Это все те же люди, фактически, с кем вы работали. Почему? Алхас Владимирович Джинджалович, кандидат в вице-президента, Да, депутат парламента. экс-депутат Да, парламента, он конечно. никогда не был чиновником. И много других молодых ребят, которые сегодня себя проявили в течение этих 5 лет. Есть представители старшего поколения, это в первую очередь союзы интеллигенции, это ветераны национально-освободительного движения. Совершенно верно. У нас, И такая команда у всех, состоящая из очень достойных людей. И в этом смысле Дело же не об все достоинстве. эти команды не исключение. Мы можем говорить долго о тех людях, которые находятся рядом с нами. Но каждый из них в том или ином качестве принимал участие в тех или иных политических процессах. Мы в Абхазии Такие руководители, как Леонид Запчева, он же ваш соратник, он везде с вами находится. Да, И как другие руководители. Это говорит о том, что вы завтра готовы их назначить, или бы отказать им в возможности реализовывать свои возможности в стране? Ну, в отличие, Ну, это же риторический вопрос. в отличие от тех, кого вы называете, нашу страну до энергетического коллапса из них никто не довел. Я просто про это спрашиваю. Что касается энергетического кризиса, давайте быть откровенными Давайте. и возвращаться к истокам этой проблемы. Давайте, Вы знаете, да. что ветхое состояние нашей энергосистемы, и, к сожалению, первый переток в Абхазию начался еще с 2016 года. Нет, раньше. Во время, в 2014-м, но оплата началась с 2016 года. От Гура Мирович, это как раз, когда вы были министром Да, экономики, курировали отрасль. А какая сумма, напомните? 250 миллионов в 2017 году. Нет, у вас неверная 75 миллионов в неверная первый год. информация. Значит, 30 миллионов рублей, и это и то за счет средств инвестиционной программы. это средства, которые должны были Да. пойти Но в это экономику не нашей 1 страны. миллиард 900 миллионов рублей. Базар Зарабович. Постепенно, значит, потребление энергосистемы нашей растет. Я бы хотел Не бы отметить... не постепенно. Я Базар хотел бы Зарабович, отметить, цифры Ангура упрямая Мирович. вещь. Я просто вам напомню, освежу Не-не, вашу я память. все-таки договорю. Объем потребления электроэнергии в Абхазии, совокупный объем, просто чтобы это нам даст почву для дальнейшей дискуссии, в 2019 году составил 2 миллиарда киловатт-часов. Это в 2019 году. После того, как ваша команда легализовала майнинг, объем потребления электроэнергии в Абхазии увеличился на 50%. И уже в 2021 году объем потребления электроэнергии составил 2 миллиарда 900 миллионов киловатт-часов. То есть рост потребления составил 1 миллиард киловатт-часов. Соответственно, дефицит увеличился. Российская Федерация в рамках дорожной карты, кстати, которую провалило наше правительство по выходу из энергокризиса, предоставляла нам ежегодно некоторый объем так называемого социального тарифа. Министр экономики неоднократно заявлял о том, что мы за счет этой сферы получим 600 миллионов рублей. В итоге мы получили минус. За счет какой сферы? Легализации майнинга. Так, хорошо. Так. Откуда это началось? Вообще, В смысле, с какого откуда периода? началось? Ну, вообще Легализация? деятельность майнинга когда началась? В мире когда началась? Она В началась в Абхазии. Меня в мире 2004 не году. интересует. В мире в меньшей степени, в Нет, Абхазии. когда я вам скажу, вот есть показатель электроэнергии, потребления, да, который ярко иллюстрирует. Цифры упрямая вещь, Бадр Азарович, Нет, как я бы вам сейчас не о хотелось. другом говорю. 2 миллиарда киловатт-часов в 2019 году и 2 миллиарда 900 миллионов киловатт-часов в 2021 году. Рост на 50%. Соответственно, этот рост не произошел за счет резкого скачка экономики. Весь этот рост пришелся после того, когда вы легализовали майнинг на криптовалют в Абхазии, где обещали нам 600 миллионов рублей ежегодно доход, а вместо них мы получили 1 миллиард 900 миллионов рублей убыток. Кстати, за это никто не понес ответственность, эти люди спокойно продолжают работать. Но не об этом речь. Дело вот в чем. Российская Федерация нам предоставила объем электроэнергии в рамках вот этого социального пакета. Ежегодно они нам предоставляли. Большое спасибо Российской Федерации. Но на определенном этапе, когда Российская Федерация увидела, что дорожная карта по выходу из энергетического кризиса провалена вашим правительством, они перестали давать
объем электроэнергии бесплатно. Поэтому, исходя из того, что вы в бюджет 2024 года не заложили эти деньги, в проекте 2025 года тем более этих денег не было, мы по 11 часов без света сидели по вашей вине, Бадрас Зурович. У вас никакого плана Б не было. Более того, в рамках тех обязательств, которые вы взяли на себя, с 1 сентября 2024 года Российская Федерация приостановила софинансирование, это доплата этим бюджетникам. Ну, сейчас мы уходим далеко. У меня к вам еще один вопрос, если мы о экономике заговорили. Я не буду отвечать на вопрос, пока я не отвечу на предыдущий. Давайте. Значит, что касается проблем в энергетике, значит, вы так, мягко сказать, ушли от вопроса того, как появилась эта нагрузка. А как появилась? Значит, напоминаю еще раз. Значит, в 2016 году Абхазия оплачивает первый переток. Так. За 3 года тот упрек в адрес исполнительной власти за последние годы не принимаю, потому как вы сами не закладывали ни одного рубля. Нет, для оплаты перетока. Нет, я не ошибаюсь. Я же работал заместителем председателя межправкомиссии между Абхазией и Россией. Да, и вы закрывали за счет инвестиционной программы, средства которой были направлены на восстановление социальных объектов, таких как школы, сады, инфраструктура в том числе. И поэтому здесь говорить о том, что это не наши деньги, это несправедливо, неправильно. Никто так не говорит. Давайте я все-таки договорю. Значит, с 2016 года мы оплачиваем переток. Так. Значит, в 2019 году у нас колоссальное потребление электроэнергии. В том числе колоссальное это сколько? Вызванное, вы уже назвали эту 2 цифру. миллиарда киловатт. Совершенно верно. А вы в курсе, что у нас 2 миллиарда амплитуда, 1 миллиард 900, 1 миллиард 800, 2 миллиарда, у нас это потребление примерно с 2013 года. Значит, то есть скачок... завершаю свою мысль. Да. И ничего того, о чем вы говорите, что было необходимо сделать для выхода из энергетического кризиса, вы не предпринимали, по сути. Кто вам это сказал? Ну, мы почему? в 2018 году запретили майнинг. Мы запретили майнинг? Нет, секундочку. Мы разработали... При этом ввоз на территорию Абхазии... А при чем тут ввоз? В смысле, а как запретили, когда оборудование заводится? У нас и горный бизнес запрещен в Абхазии, вы в курсе? Совершенно а ввоз там игральных карт запрещен или нет? Нет, это одно к не другому то какое отношение имеет? Значит, зачем об этом вообще говорить? Я не знаю, эту тему вы поднимаете. Я бы хотел сказать следующее. Адгур Амирович, за 4,5 года в экономику Абхазии, помимо тех сложностей и нагрузок, которые мы имеем, в инвестиции в Абхазию пришли порядка 30 миллиардов рублей. Это же дополнительные подключения, это дополнительные мощности. Это на майнинг 30 миллиардов пришло? Нет, это пришло на восстановление инфраструктуры, как аэропорт, как восстановление больших объектов размещения. Вы не знаете, наверное, да, что за 4,5 года в экономику Абхазии было введено порядка 30 миллиардов рублей. Только один объект по аэропорту — это 11 миллиардов рублей. Инвестиции в сельское хозяйство, частные инвестиции, государственные инвестиции — это все требует дополнительного подключения, требует дополнительных нагрузок. Кстати говоря, с 2008 года по 2019 год в экономику Абхазии порядка 6,5 миллиардов рублей пришло в экономику. То есть даже в этих показателях последние 4 года являются наиболее эффективными. В этом смысле, спорить с цифрами... Тогда у меня вопрос. Если вы говорите, за последние 4,5 года пришло 30 миллиардов рублей, я не знаю, каких рублей вы имеете в виду, наверное, российских. Российских, конечно. Но скажите, пожалуйста, а как так произошло, что вот по официальной статистике, она передо мной, численность работающих в экономике сократилась на 1700 человек. Да, очень правильный вопрос. Более того, дальше можно я дополню? Объем предприятий, производящих промышленную продукцию, сократился на 10 единиц. Объем производства промышленной продукции, если с учетом инфляции, сократился на 22%. В натуральном выражении объем сократился на 16%, если говорить о производстве вина,
а минеральной воды вообще на 40%, и пиво 26%. Это все. Теперь, когда вы говорите про крупные инвестиционные проекты, аэропорт я вообще обсуждать не хочу, потому что проект аэропорта возник по объективным причинам, и они вам известны, Бадр Зурабович. Аэропорты Юга России сейчас, кроме сочинского, все закрыты из-за СВО. Вы здесь несправедливы. Хорошо, это моя оценка. Это вопрос, который Когда мы говорим об проработки. Крупных инвестиционных проектах, я хочу вам напомнить один проект, который вы презентовали, вы всем правительством там сидели, это Москва-Резорт, который должен был быть реализован. Объем там, инвестиций 20 миллиардов рублей, под это выделено было много земли, там сейчас ничего не делается. Более того, вы передали в аренду некому юридическому лицу, то есть это аффилировано с экс-губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым, чернореческое форелевое хозяйство, где вы говорили нам о том, что там... Вам говорил, вы, ваша команда, Кто это говорил? Ваша команда. Моя команда сегодня, я и Беслан Владимирович. Мы сейчас говорим про прошлое. То есть мы же говорим про прошлое, а вы были в части этой команды. Я понимаю, что вы сейчас хотите отмежеваться от прошлого. Ни в коем случае. Но я говорю, кто конкретно говорил такие вещи. Вот кто презентовал. Я конкретно вас видел на презентации этого проекта. Да, я был на презентации. Теперь, что касается чернореческого форелевого хозяйства, которое должно было расцвести, много было, значит, разных разговоров вокруг этого, я там недавно был. Вот то форелевое хозяйство, которое сохранил Рожден Агрба, ныне покойный, оно полностью уничтожено. Там нет ни одной рыбы. Там 2 человека, которые просто из чувства там, совести, чтобы вообще все, что осталось, не разворовали. А какие процессы? Они там находятся. Какие процессы? Да. В смысле какие? Восстановление объекта, ничего там не происходит. Ничего. Я в детстве туда часто ездил, мой отец любил нас возить там на пикник. Вот как так в то время было, и так и осталось. То есть ни рубля инвестиций туда никто не привлек. Поэтому, когда мы говорим о объеме каком-то колоссальном инвестиций, честно вам скажу, вот эти цифры, когда мы все эти 5 лет слышали от вас, от вашей команды, и у меня такое складывалось впечатление, что это какой-то, знаете, 2 параллельных мира, в котором живет абхазский народ и руководство Абхазии. Потому что те 30 миллиардов рублей, о которых вы говорите, может быть, они куда-то и пришли. Как куда-то кому-то и пришли. И с этим, наверное, связано то, что некоторые ваши коллеги приобретали себе там жилплощадь по 200 миллионов рублей и так далее. Это второй вопрос. Я не понимаю, как улучшилась жизнь жителя села Члоу, там, Кутол, Пакващ или Дурив, Шлыхна от этих инвестиций. Ничего не изменилось. Люди, цены выросли. Цены намного выросли, 45% составила инфляция, зарплаты практически остались на том же уровне. Нет, это неправильно. А что произошло с зарплатой? Повышение заработных плат за этот период по разным категориям направлений от 100%. И вы знаете, что мы учителям в 2025 году, в январе, еще на 25% повысили заработную плату, медикам. А какая средняя заработная плата сейчас? Учителям около 20 тысяч рублей. Это средняя температура по больнице. Я вам хочу конкретный вопрос задать. Можно? Давайте я все-таки продолжу тему. Нет, я про учителей. Можно один конкретный вам вопрос? Вы знаете, какая заработная плата у учителя Ачандарской школы? Я знаю, какая зарплата у сельских учителей. У конкретного Ачандарской школы в вашем селе какая зарплата? Да, от 17 тысяч. Нет, вы ошибаетесь. Нет, не ошибаюсь. Нет, вы ошибаетесь, вы не знаете зарплату. Я вам скажу. Зарплата учителя, которую он получает на руки в Ачандарской школе в вашем селе, составляет 14 тысяч рублей, максимум 15 тысяч рублей. Нет, поэтому, когда вы говорите о средней заработной плате, о том, что 20 тысяч рублей – это средняя температура по больнице. Совершенно. Тогда, когда в Министерстве финансов некоторые сотрудники получают минимум 80 тысяч рублей в месяц, и сельский учитель получает 12 тысяч рублей, конечно, в совокупности может быть это и 20 тысяч рублей. Но по факту сельские учителя ту зарплату, о которой вы говорите, не получают. Я вам другой вопрос задам. Вы знаете, какая зарплата? Не надо меня перебивать, пожалуйста. Я сначала должен ответить. Сначала я скажу об инвестициях.
о которых вы говорили, и которые, ну, как вы говорите, не отражаются на жизни граждан нашей страны. Какая зарплата учителя в вашем родном селе, Гурам Иванович, вы передергиваете факты. Я прекрасно знаю зарплату учителей в сельской местности. Я бы хотел вам сказать, что те возможности, которые дал наш бюджет за 4,5 года, который вырос в 2,5 раза, лучше, чем тот бюджет, за который вы несли персональную ответственность. Я за бюджет персональную ответственность Да, как министр экономики и как вице-премьер, курирующий в том числе экономический блок, когда бюджет нашей страны 3 года подряд не менялся. Это фактически стагнация экономики. Нет, это фактически, да, совершенно верно. С 2016 года по 2018 год бюджет нашей страны оставался на одном уровне. Как можно говорить о том, как... Вы какой бюджет имеете в виду? Государственный бюджет. Вы путаете с республиканским, у вас это часто происходит. Вы, наверное, я вам скажу, бюджет в 2013 году, абхазский бюджет, что мы называем, составлял 2 миллиарда 900 миллионов рублей. Уже в 2019 году он составлял 6 миллиардов 700 миллионов рублей. И каким образом вы видите, что он не менялся? Я вам говорю, что с 2016 года по 2018 год, там речь идет о совокупном объеме, если вы говорите о государственном. Я про это и говорю, про государственный бюджет, а вы говорите, что я говорю совершенно другие вещи. Я говорю о собственных доходах государственного бюджета. Так. Поэтому 3 года бюджет, который не меняется, не обсуждать и говорить о бюджете, который вырос в 2 раза, который создал дополнительные условия для внедрения таких программ. Бюджет же говорю. Я говорю про зарплату конкретного учителя. А это в том числе отражение, в том числе поддержка сельчан. А программа, на которую мы направили порядка 500 миллионов, полмиллиарда рублей на поддержку сельчан, это что, не поддержка? На лечение наших соотечественников за пределами нашей страны более 4000 человек направлено. Это все те же возможности, которые созданы благодаря данному бюджету. Поэтому, Гурам Иванович, давайте, я все-таки сегодня рассчитывал на другой формат общения. То, как мы видим, как мы планируем развивать нашу страну. Да, мы об этом поговорим. Как прийти Кстати, к тем вопрос целям. можно задать. Вы в одном из своих выступлений сказали, что зарплату вы хотите поднять до 45 тысяч рублей. А как вы планируете это сделать? В том числе благодаря возможностям бюджета нашей страны. Мы обязательно будем наращивать, увеличивать. Ну а вы представляете, в каких объемах надо увеличить бюджет для того, чтобы была заработная плата 45 тысяч? Какие параметры? Мы к этим параметрам обязательно придем. Ну, конкретнее можно? Да, какие период времени, какие параметры должны быть у бюджета, чтобы 45 тысяч была заработная плата? Вы знаете, что мы в рамках нашего бюджета, возможностей нашего бюджета, наращиваем объемы, и средства, которые дополнительно будут поступать, мы будем направлять в первую очередь на поддержку учителей и медиков. Какой должен быть объем бюджета Республики Абхазия, чтобы заработная плата была 45 тысяч рублей? Можно ответить конкретно на этот вопрос? Гурам Иванович. И в какие сроки можно этого достичь? В течение 2,5 лет мы к этому обязательно придем. А какой должен быть объем бюджета? Порядка на 50% повышения показателей собираемости собственных доходов. Так что, Гурам Иванович, я вижу ваши показатели по программе, где вы планируете выплачивать по 300 тысяч, по 500 тысяч. Да. Эти цели тоже надо подкреплять. Пожалуйста, возможностями можно я вам бюджета. отвечу на этот вопрос? И знаю, какие расходы с удовольствием необходимы отвечу. для реализации У нас такого все рода посчитано. программы. Вы говорите о золотых медалистах? Дай Бог. Их количество небольшое, поэтому это возможно. Это возможно. Да. Дай Бог, чтобы их количество было настолько большим, чтобы нашему бюджету денег не хватало им платить по 500 тысяч рублей. Но, к сожалению, их не так много, поэтому по 500 тысяч рублей, то, что мы обещали, мы будем делать. Тем деткам, которые закончили школу на золотую медаль, они будут единоразовую помощь получать 500 тысяч рублей. А на серебряную медаль, соответственно, чуть поменьше, будет 100 тысяч рублей. Но если вы говорите о параметрах какие, вот почему я вам задавал и вопрос, потому что вы знаете, сколько у нас учителей в Абхазии всего? Наверное. Сколько? Более 4000. Нет, у нас в Абхазии 3889 учителей. Имеется в виду, в разных образовательных учреждениях, в том числе и частных, более 4000 человек. Это с частными вместе.
Вот для того, чтобы поднять заработную плату учителям, всем, не так, как вы в среднем по больнице считали, там где-то больше, где-то меньше, вот всем, без исключения, на 5000 рублей нужно в месяц всего 19,1 миллион рублей. В году это получается 230 миллионов рублей. Соответственно, когда мы говорим о том, что мы можем поднять заработную плату нашим учителям, и мы, кстати, собираемся существенно увеличить заработную плату учителям, преподавателям университета, воспитателям, тренерам, потому что образование мы, наша команда, считаем главным приоритетом. И За где счет каких средств? Я вам Вот скажу, вы за счет каких. задавали вопрос. 230 миллионов рублей – это не такая огромная сумма для нашего бюджета. Тогда, когда меня спрашивают, где взять деньги, я всегда отвечаю одним простым вопросом. Если абхазское государство будет выстраивать свою работу в рамках приоритета расходования государственного бюджета, у нас на все деньги будет хватать. А вот если мы в прошлом и позапрошлом году по вине вашей команды просто выбросили в море 2 миллиарда рублей наших денег, то когда мне говорят, что у нас нет 230 миллионов рублей на учителей, я улыбаться не начинаю. по вине. Давайте сделаем. Это же будет справедливо, если дальше можно что мы все несем ответственность. Нет, я за хотя это не курировал энергетическую это отрасль, я часть ответственности несу на себе. Но вы как куратор, который долгие годы Какие долгие курировал. годы, Влад Владимирович? Вы мою биографию плохо изучили. Теперь, что касается... Вы все-таки уходите от Что касается тренеров, вы знаете, сколько... энергетические проблемы. Давайте мы о будущем поговорим. Нет, я же уже на этот вопрос ответил, Бадр Зурабович. Не, вы не на это точно не отвечали. Бадр Зурабович, если бы вы продолжили ту работу, которую мы делали в Министерстве экономики, если бы не то, что даже продолжили бы, если когда принимали эти безумные решения, просто позвали бы и спросили бы, сегодня ситуация в стране... Я прошу прощения, а какую работу не продолжили? Вот вы начали, Мы запретили майнинг, вы его легализовали и нанесли колоссальные... При этом запрета на ввоз не было. Опять вы с этим и в ввозом, 2019 году порядка 80 тысяч аппаратов находилось на территории Это Абхазии. неправда. Ну как неправда? Ну это неправда. Ну как Вот неправда? так Это неправда. совершенно очевидные вещи, с которыми Теперь дальше. спорить Вы знаете, тяжело. сколько у нас в Абхазии тренеров разных видов секций? Адгур Аминович, вы решили меня... 220 человек. Роберт, не надо, проверить пожалуйста. У нас время заканчивается? Нет, у нас время не заканчивается. Давайте мы сделаем паузу, уйдем на рекламу и вернемся в студию. Передохнем чуть-чуть.
Яцахцует ишьяшоц ицо аефир. Уже аже яхтует Бадра Зураб Пафергес цара шумоп хускуяна год и штирц. Спасибо большое за возможность задать вопрос. Воспользуюсь этой возможностью. Я бы хотел задать вопрос, который широко сейчас волнует граждан нашей страны. Как вам известно, было сделано заявление экс-председателем службы государственной безопасности по итогам встречи с Адгуром Эмирановичем и Валерием Рамшуховичем Ганба, на встрече которой ему объявили, что он отправляется в отставку. Но это, наверное, не самое важное. Самое важное то, о чем говорил Дмитрий Кучубеевич, что на этой встрече задавались вопросы следующего характера. Есть ли возможность у нас самостоятельно охранять рубежи нашей страны? Я бы хотел напомнить то, как создавались условия по обеспечению охраны государственной границы. Каждый гражданин нашей страны помнит, как мы встречали пограничные войска Российской Федерации в 2008 году с цветами, с флагами, с надеждой на будущее, с возможностью... Я сейчас к этому прихожу. С возможностью сохранить мир и стабильность нашей страны. Могли бы вы пояснить, с чем это связано, почему такого рода вопросы ставятся на встрече? И, конечно же, в каком качестве, Адгур Эмирович, вы находились на этой встрече с силовиками? Это очень интересная история. И не то, что интерес, это очень важная история, которую граждане нашей страны, кстати говоря, задают на наших встречах. Мы ответить на этот вопрос не можем. Прошу вам слово. Я на этот вопрос уже отвечал, но, честно говоря, странно слышать от кандидата в президенты такой вопрос, что я там делал, когда вы, не переставая, встречаетесь с разного рода министрами. Более того, в нарушении нашего с вами соглашения 25 февраля, на второй день вы его нарушили, к сожалению, вы в присутствии министра здравоохранения Абхазии в очередной раз, я уже запутался, что вы там делаете, то есть какие-то автобусы раздать. Теперь возвращаемся к государственной границе. По всей видимости, вас неправильно проинформировали. Российская Федерация находится здесь, на наших границах, в рамках соглашения о совместных усилиях по охране государственной границы. Это соглашение очень важное, и в рамках этого соглашения мы сумели выдохнуть, потому что до этого времени на государственной границе по реке Ингур за весь послевоенный период погибло 414 человек, наших граждан. Это силовики, вы помните наверняка, и сотрудники таможенного комитета ездили, и МВД и так далее. Вот так, и не только силовики, это представители интеллигенции. Много кто ездил. Да, но это были посменно ездили охранять. С 2008 года, как Россия нас признала, этот вопрос был закрыт, и мы с большой благодарностью относимся к Российской Федерации. Вы знаете, что и российские пограничники, миротворцы погибали. И вопрос о том, чтобы убрать российских пограничников с абхазской границы, никто не ставил. Вас просто неправильно проинформировали. Вы, наверное, находитесь в контексте этих пропагандистов или внешних каких-то сил, которые навязали. Вы наверняка смотрели интервью бывшего председателя службы государственной безопасности, где он Можно четко... я отвечу на вопрос? Он сказал следующее. Вопрос стоялся о границе. Действительно, вопрос стоялся о границе. И вот почему. Потому что я там оказался, почему я уже об этом говорил, скажу еще раз. Потому что до выборов за несколько дней я ставил вопрос о том, что в Абхазии находятся некие незнакомые лица спортивного телосложения. У них было замечено огнестрельное оружие. Я позвонил Валерию Рамшуховичу Ганба, исполняющему обязанности президента. Я сказал ему следующее. Я говорю: Валерий Рамшухович, у нас есть информация о том, что какие-то люди поселились в тех или иных гостиницах. Может, меня обманули, я не знаю, но вы проверьте. Он говорит: конечно, мы отреагируем. В итоге за день или два до 15 февраля они провели Совет Безопасности, где даны были поручения. Мы успокоились. В ночь, когда проходили выборы, 15 февраля, возле Центральной избирательной комиссии стояло несколько десятков человек, вооруженных,
которые зафиксированы были нашими гражданами. Правоохранительными органами или гражданами? Гражданами. Правоохранительные органы находились здесь, на территории центральной, там было огорожено, они находились за пределами. Опять же, когда это был зафиксирован случай, почему нас это беспокоит? Я вам скажу, потому что Абхазия — это пересечение клубок разных интересов. И здесь, пока мы с вами занимаемся выборной кампанией, возможно, какие-то третьи силы, третьи, я имею в виду, у нас абхазо-российские отношения, какие-то третьи силы, в том числе из Грузии, из Украины, могут совершить провокацию. И мы хотим избежать разного рода провокаций, и чтобы не было столкновений. Поэтому, когда мы наблюдаем каких-то людей, неизвестных нам, неопределенных, не зафиксированных, это вызывает беспокойство. Выборы прошли, я позвонил Валерию Амшуховичу, я говорю, в чем дело, почему эти люди появились там-то, там-то? Он говорит, что силовикам было дано поручение. Ну, сейчас все пересказывать зачем. Когда пришел Дмитрий Кучуберия, я лично ему задал вопрос. Я сказал, что почему вы с этим справиться не можете? Он говорит, я не могу с этим справиться. Тогда вопрос его отставки встал. Там не я его ставил, вопрос об отставке. Это исполняющий обязанности президента. Я считаю, что он имеет право, потому что если что-то произойдет, Бадр Зуравович, мы все пойдем обвинять исполняющего обязанности президента. Так как вы здесь не имея фактов, как можно отправлять в так отставку он сам человека, подтвердил, который... Дима Кучуберия сам подтвердил наличие этих людей. Дальше смотрите. Вооруженных людей на территории Абхазии, которые да. стояли у ЦИКа, Да. то есть не являющиеся гражданами нашей страны. Он сам но там это подтвердил. История. Не, ну почему? Вы мне не верите? Что? Ну как десятки машин, не машин, людей. Ну, они же не на машин, транспортных средствах подъехали. Теперь по государственной границе. И, кстати, этот вопрос тоже перевернули. И мне очень жаль, что вы в рамках этой повестки, видимо, ну, не знаю, ладно, не буду комментировать. Никто не ставил вопрос о том, чтобы российские пограничники ушли. Вопрос был в другом. Задавали ему вопрос. А как получилось так, что эти люди перешли через границу? На что он сказал, что наши пограничники, у нас на границе по реке Псоу, речь о этой границе шла, наши пограничники не оснащены соответствующим оборудованием для того, чтобы осуществлять соответствующий контроль. Там ребята стоят на холоде, действительно, у них нет таких возможностей, как вот на российской стороне, куда мы переходим, там все это сделано по-другому. Об этом шла речь, Бадр Зуравович, не о том, что кого-то убрать. Речь шла о том, чтобы как сделать так, чтобы мы сами тоже могли контролировать в полной мере тех, кто к нам приезжает. Он нам говорит о том, что сегодня просто ведется учет. Там ребята стоят на границе, я знаю, стараются все это делать. Наши пограничники, достойные ребята, но у них нет технических возможностей. Вот о чем шла речь. А все это перевернули так, как будто кто-то хочет убрать российских пограничников. Я понимаю, почему это делается. Потому что ваша предвыборная кампания, я не говорю о том, что это вы лично этим занимаетесь, не дай бог, но те люди, которые за вами стоят, эти политические технологии, которых вы привезли здесь, полгорода их ходит, они разворачивают в российской медиасфере такую модель, что якобы Адгур Арзанбай антироссийский настроен. Кстати, вы знаете, Бадр Зуравович, очень жаль, что вы не смогли из себя как-то, ну, не то что выдавить, а сказать хотя бы несколько слов. Вы же знаете, что Адгур Амиранович Арзанбай не является турецким агентом. Вы же знаете о том, что Адгур Амиранович Арзанбай не является гюленовским воспитанником. Когда об этом говорят известные российские журналисты, если бы про вас такое сказали бы, про моего коллегу и оппонента, я в ту же секунду выступил бы, обратился бы к этому журналисту и сказал бы: уважаемый такой-то, такой-то, наше дело внутреннее, мы сами здесь разберемся, у нас идет выборный процесс, не провоцируйте ситуацию внутри Абхазии, это не ваше дело. Во-первых, мой оппонент не является таковым, кем вы его называете. Просто не вмешивайтесь в наши вопросы. Вы являетесь кандидатом в президенты Республики Абхазия. То есть и я являюсь кандидатом в президенты Республики Абхазия. И каждый гражданин, вот честно говоря, вы там прокомментировали это возбуждение уголовного дела, надо разобраться, почему и так далее. Я от вас другого тоже ожидал, Бадр Зуравович. Это что получается?
что вы относитесь снисходительно к тому, что Следственный комитет Российской Федерации, у нас в Абхазии 90% всех граждане России. Вот завтра кто-то там нарушит правила дорожного движения, или там на охоте выстрелит не в ту сторону, или что-то другое сделает, и Следственный комитет Российской Федерации будет на них возбуждать уголовные дела. То есть это получается, что вы к этому относитесь. Понимаете? Я это отношусь в первую очередь к гражданам нашей страны. Если в отношении граждан нашей страны, я повторяюсь еще раз, чтобы было понимание. Заводятся уголовные дела, это ответственность исполнительной власти, органов правопорядка, которые должны иметь материалы, на основании чего в рамках взаимодействия выстраивать свою работу. Если нет реальных оснований возбуждения уголовных дел в отношении наших граждан, мы эту позицию до конца должны отстаивать. Здесь, значит, двухсмысленного отношения к этому вопросу быть не может, но все-таки я вернусь к другой теме, с которой начинали. Вы все-таки причина отставки исполняющего обязанности председателя службы государственной безопасности, вы утверждаете, что было из-за того, что технически нашу границу невозможно обеспечить. Нет. Дело в том, что причина его отставки, вы у него самого спросите, не я его отправлял в отставку. В вашем присутствии? В вашем присутствии здесь полкабинета министров Российской Федерации приезжает. Что нет, вы только что вы мне говорите, что вы к этому отношения не имеете. А в моем присутствии я вам скажу почему. Да. Я кандидат в президенты. Так. Все, что касается выборного процесса, касается меня напрямую. Если произойдет завтра провокация, о которой мне было известно, что она может произойти, я ничего не сделал, это будет и на моей совести. Я считаю, что как кандидат в президенты, как гражданин, я должен сделать все для того, чтобы завтра не было никакой провокации, и мы выборы провели в спокойной атмосфере. В первую очередь это ответственность исполняющего обязанности президента, который наделен полномочиями и возможностью решать эти вопросы. Но в итоге тогда людей, которые якобы находились с оружием в городе Сухум, были найдены? Либо это были слухи? На основании слухов отправлен в отставку исполняющий обязанности. Он сам подтвердил, эти люди больше не фиксируются нашими гражданами. У нас есть своя служба безопасности, пока мы этих людей не фиксируем. Как их зафиксируем, то мы об этом сообщим правоохранительным органам. Кроме этих людей есть группы лиц, которые передвигаются с оружием? Вам известны такие факты? Нет, неизвестно. И вам известно? Оказывают давление на избирателей. Есть такие факты? Вы слышали? Я таких не слышал. А вы слышали? Да, слышал. Ну, а почему вы не обратились в правоохранительные органы? Мы, значит, фиксируем эти мероприятия. Ну, почему не обращаетесь, если есть нарушение закона? Мы и прав наших фиксируемся и будем обращаться в правоохранительные органы. Накапливаете материал? Да, совершенно. Ну, хорошо, накапливайте. Гурамиранчи, я напоминаю, я всего лишь напоминаю, обсышала Азарахтир, Даразипзин, Хабасахара Арцойт. Астара обсышала. Урысфлаги, псышфлаги. Псышфлаги сход бадра зураби па убаси аларнаса хажлар шалархар. Абри администрация президента ус хажвоз. Анда якоршас. Шурги жума. Шмишпату. От Гурамираны Павыдас старая запавшая гелыс каута хасара с го излана гола. Андагзам ауюдысхчо. Ауюдысхчо. Мы хамбе 15 ноября. Ижлар арзнешо. Сара дача хосшак хазик хосшак самуэпш сергид хосшак саму. Сара хосшава ятсана год хаскуяна год. Ава рабжара аймада рабжицара азидзуира сара серги ири хадзохн карат узбартаджа хнер хтахуб حجلر قانا جرح محار يحقام بخو ححر حتخمكو أسيب شيقو أخمي بقشي ياشد زم هايزز بخيزو سر عندك سامخ چيزز إنوك زالجي حجلر سرلا قلوب جرجي سцап حسقوي تزام إنزق زو يخص زوزجي حرا
ҳаимадара арӷәӷәара, ҳажәлар ракзаара азҵаарақәа аӡбара усуп. Убри аганахьала сара аандакала аӡәы дааныскылап ҳәа агәҭакқәа сымаӡам. Ипсиу. Бадра Зураб-иԥа, аанда акәыршаны абри администрациа президента аанда акәыршаны иҟашәҵар шәҭахӡам. Иашаӡам, иашами? Иашаӡам сымҳәаӡеит сара Иашу хатала. иашами? Уи аҳәынҭқарра аныҟала азинхьчаратә усбарҭақәа ижәдыруа ус еиԥш ихьчоуп. Иара аҳәынҭқарра хада иусбарҭа хьчазаргьы акгьы амаӡам, аха сара хатала шәсызҵаауазар, уи сызгәаанагароуп. Сызгәаанагара ас еиԥш иҟоу ауаа цәырҽыхьчара акәымкәа, иара аҳәынҭқарратә хыб ахьчаразы иҟаҵан ҳа сгәы иаанагоит. Уи нас адҵан рырҭоз сара аӡәгьы адҵа исымӡеит, уҩыза алшарагьы сымаӡамызт. Сара сгәаанагарала аанд аӡәгьы даанакылаӡом. Уи аҭоурыхлагьы иаҳдыруеит, аԥсҭазаараҟнгьы иаҳбахьеит, аԥсуа игәаанагара аниҳәо, уи даҽакала имҩаԥысуеит. Уи знык мҩымтәым ҳахьхысхьеит урҭ азҵаарақәа. Азҵаара сымоуп сара. Убри аанда дыргылоз егьзышәымҳәеи. Сара политикаҟны сықәгыланы сгәаанагара апопулист бызшәаҭаны популист иашоума? Сара сгәаанагара ҳара ҳусеицура пату ақәҵаны сгәаанагара инықәзаалакгьы сҳәон. Шәаргьы бзиаӡаны ижәдыруеит. Згәаанагара аартны изҳәо уи зегь популистшәума? Уи иҟоуп агәаанагара зҳәо ауаа ираҳандаз ҳәа. Уҩызцәагьы иҟоуп, иҟаӡами? Уҩызцәагьы иҟоуп. Уи ҳара иалаҳхи. Уи иалаҳхи, уи ус иҟоуп аҭагылазаашьа. Шәаԥхьа иҟан ҩыџьа вице-президентс ҳадгәыԥхарала ицаз. Уи иашоум сҳәаӡом. Аха сара излазбаз ала абри аполитика Аԥсны Ахада имиԥагәыз иақәшаҳаҭӡамызт азаҳан ицеит. Уиӡак ус иҟаӡамызт. Мамонус сара излаздару ала. Шәара излажәдыруа ажәлар зегьы изырдаруа иҳәаны дцеит дызҳақәҵаз. Зусҭа? Аҵыхәтәантәи Витали Габни дынцоз. Дақәшаҳаҭымызт имиԥысыз аполитика. Аполитика амацара. Уи нас диашаму сара уи ҳара уи ҳалацәажәаӡом. Аха шәара абри аанда ндыргылоз агьшәымҳәаӡеит. Уи иаанаго абри аанда шәақәшаҳаҭуп. Убриоуп сара исҭахыз. Уи азҵаара анҳаџь шәара ус аныжәлоз алогика лукава шьаарҵәара знапы иакыз ауаҩы доурышьҭит, аха шәаргьы шәҳәысмаҳаит. Шәара шәгәаанагара хаҭалатә иҟами, аха уи сара Адгәыр Амиран-иԥа уара иуҳәароуп ҳәа салацәажәаӡом. Уи иҟоуп изӡбо азҵаарақәа, урҭ роуп иныҟәызго иара аурысшәала уҳәозар ответственностьгьы зқәу. Аҭакәхәықәра. Шәара шәганахьала уи ақәҿашәымҵит ҳәа, шәара уи амина зыхышәымҳәаауа саргьы издыруеит. Убри аганахьала шәааи хаҭала ҳнапы иану азҵаарақәа ҳрылацәажәап. Бадра Зураб-иԥа, сара министрс аус анызуаз ишәгәаласыр исҭахуп, еиҭамҵо амал ҳаиԥхьаӡоу абри азҵаара анцәырҵ иаартны сгәаанагара сҳәеит. Инахәҭоу гәаанагара иаартны уҳәозароуп. Инузымҳәа уи уақәшаҳаҭуп. Убриоуп сара исырҭаз. Шәызҵаара абри шәара аус шәоунаҵы шәгәы ззыбло иҟашәҵаз ҳҳәынҭқарра иахәаша аус шәалацәажәар сҭахуп. Абри хаҭалатәи аҳәынҭқарра иазааншәыжьыз аус иахьа уажәраанӡа иҿырԥшыганы ибзианы имҩаԥысуа шәара шәнапы злашәкыз. Если говорить про полномочия Министерства экономики, сара напхкара хсымыз Министерство экономики. Министерство экономики, обращалось просто, видимо, вы не ознакомлены с перечнем задач, которые стоят перед Министерством экономики. Дело в том, что Министерство экономики, как центральный орган государственного управления, отвечает за планирование, за прогнозирование и так далее. В рамках нашей работы, я, честно говоря, это, наверное, чуть не скромно, но раз вы задали вопрос, я вам отвечу. Первое. Мы создали очень эффективную молодую команду. Второе. Все вакантные должности мы замещали на конкурсной основе. Третье. Мы создали впервые в Абхазии при министерстве кадровый резерв.
в рамках которого более 20 человек трудоустроились в разные министерства и ведомства. Более 40 инициатив было разработано нами и предложено в разные органы Центрального управления, в том числе через инициативу президента Абхазии в парламент Республики Абхазия. В том числе это изменение закона об инвестиционной деятельности, где мы исключили возможность бессрочного получения льгот и преференций для разного рода крупных держателей капитала. Более того, хочу вам сказать, Бадр Зураевич, и напомнить, когда мы вступили, я лично вступил в работу министра экономики в 2015 году, долг внутренний и внешний Республики Абхазия, который вы оставили, ваша команда тогда работала, составлял 3 миллиарда 600 миллионов рублей. Мы межбанковский кредит погасили 700 миллионов рублей. Мы практически разобрались с долгами строителей, которые там порядка 800 миллионов рублей, там 860 миллионов рублей, если я не ошибаюсь. Ну, это процессы, вызванные сменой власти, переворотом. Нет, я вам сейчас хочу сказать про то... процессы были и в 19-20 Ну, вы же мне задали году. Вопрос, Бадр Я Зураевич. вам говорю, Дайте то, я что отвечу. долги государства Нет, были я вас... в 2020 году. Какие? Расходы связаны в том числе на строительство. Мы вот только погашаем. Это в рамках инвестиционной программы, Бадр Зураевич. Это же долги. Это отдельно, долги я не про это говорю. которые не были выплачены в тот период. О каком объеме, можно спросить? Это порядка 100 миллионов рублей. То есть вы сравните 100 миллионов Не-не, рублей и это 3 долги, миллиарда это только по 600 миллионов строителям. рублей, что ли? Это только по строителям. Давайте я отвечу. Дело вот в чем. На ежегодной основе Министерство экономики отчитывалось перед абхазским народом, мы публиковали каждый год отчеты. Более того, я особо горжусь тем, что именно в рамках договоренности Рауля Джунковича Хаджимба и Владимира Владимировича Путина, президента Российской Федерации, была начата впервые, опять же, за весь период с 2008 года программа поддержки среднего и крупного капитала в рамках программы кредитования 1,2 миллиарда рублей. По льготной ставке на тот период было 10%. Хочу вам сказать, что часть... Кстати, это программа, которая разрабатывалась еще до 2014 года. Нет, вы ошибаетесь. Да. 1,5 года мы потратили на то, чтобы согласовать условия. И теперь, чем я особо горжусь? Вот здесь в городе Сухум стоит 2 объекта туристических. Гостиница «Ривьера», в которой вы, наверное, бываете, да? И напротив стоит один объект, который... Того объекта вообще не существовало, этот объект стоял недостроенный. И таких объектов в Абхазии несколько. Но не этим я горжусь. Я горжусь тем, что в рамках реализации этой программы мы обеспечили полную прозрачность. Все заседания комиссии мы создали, это по моей инициативе моих заместителей, мы создали открытую комиссию, куда пригласили 3 депутатов парламента, в том числе и оппозиционных, и заинтересованные органы Центрального управления. В рамках этой комиссии все заседания комиссии были открыты. И все участники этой программы, кто получал кредиты, они все были известны обществу. И очень много чего мы сделали того, что не делали до нас наши предшественники. Кстати, если мы говорим о этой программе, эта программа была продолжена. Насколько мне известно, 10 миллиардов рублей. Вот эти 10 миллиардов рублей, если сравнить наш период и текущий период, были распределены между чиновниками, депутатами парламента, насколько мне известно, и вы тоже принимаете там участие, в закрытом режиме. Ни один человек в Абхазии не знает, на каких основаниях тот или иной гражданин получил этот кредит, на каких основаниях он попал в эту программу. То есть все происходит в закрытом режиме. Отсюда и вопросы общества. Глава армянской общины Абхазии Алик Минасян получил кредит 730 миллионов рублей и так далее. То есть на каких основаниях производился отбор. Все это происходило в закрытом режиме. Почему 10 миллиардов рублей, тогда, когда мы старались сделать так, чтобы максимальное количество людей туда попало, сокращая суммы выданных кредитов? Понятно, что 10 миллиардов рублей распределить между 10 людьми по миллиарду рублей намного легче,
и проще. Там, тем более, если распределять между своими там, чиновниками, депутатами и так далее, как вы это делали. Ну, эта программа задумывалась, я у истоков стоял этой программы. Я понимаю, что вы работаете Нет, я работаю, нет. Я так не давайте делал, так не не делаю. будем Нет, выражаться. давайте вы даете Нет, мне оценку я за говорю, то, что я не делал. Давайте хорошо, тогда Бадра порядке. Зурабович, Так. по поводу этой программы. Да. Эта программа, я стоял у истоков этой программы. Она была рассчитана на то, чтобы помочь нашему среднему бизнесу. Для того, чтобы десятки, а то и сотни предпринимателей появилось в Абхазии, новых или тех, кто существует. В рамках этой программы? Да. А вы взяли и распределили... Из 6 программ, которые реализовывалась в рамках льготного кредитования, только 2 проекта работают. Кто вам это сказал? Я вам говорю так, как есть. Нет, так нету. Значит, более того, если вы говорите, обвиняете меня в том, что я являюсь один из тех, кто получал этот кредит, я знаю, что в вашем пресс-поле работают журналисты, которые придумали эту историю, иначе это назвать невозможно. Якобы я на строительство апартаментов на проспекте Мира получил 1,2 миллиарда. Это разве не ваш земельный участок там? Нет, это неправда. Он является, хозяином этого участка являются другие люди, вам известные, более того. Вы сейчас мне задаете вопрос публично, на который вы знаете ответ. Вы спрашивали про этот вопрос, я вам говорил. Этот же земельный участок был ваш, правильно? Этот земельный Вы его продали. Этот земельный участок принадлежал моим родственникам. Теперь говорю следующее. Хорошо. Значит, если на проспекте Мира строятся апартаменты мои, полученные в рамках якобы льготного кредитования, я готов их вам подарить. Мне не надо, подарить тем людям, которые врут по этому поводу, а это по-другому назвать невозможно. Это попытка очередной раз, значит, ввести в заблуждение граждан нашей страны. Никогда никакого кредита ни внутри нашей страны, ни за пределами я не получал. То, о чем вы говорите, это не стыдно такого получать рода кредиты, Бадр Зурабович. Вы так говорите, не получал кредиты, брать не стыдно. Просто стыдно пользоваться своими служебными полномочиями. Абсолютно. Я же ни в коей мере отношения к этим кредитам не имею, поэтому не надо про это говорить как данность. Это вранье тех людей, которые эту информацию запустили. Я знаю, кто эту информацию запускал. Кто? С целью дискредитации. Это и журналисты с вашего пула. С моего пула? У меня нет пула. Пул бывает только у президента. Те, кто сопровождают вас. По ним, ну ладно, это отдельная история. Что касается действующей программы, что касается Алика Минасян, он не является ни чиновником, человек, который является бизнесменом. Он общественный деятель. Он стал общественным деятелем, возглавил организацию, общину. А до этого он всегда занимался бизнесом. В рамках этой программы... Я же не против, чтобы он получил. Я просто отметил вы его. акцентируете на нем внимание. В рамках этой программы более 8 проектов уже реализовано. Эти проекты направлены на создание дополнительных рабочих. В том числе винзавод в Лабре. Так, и остальные 7 какие реализованы? Реализовывается пивзавод в Гудауте. Вы сказали, реализованы. Реализовывается пивзавод молочный завод в Ачимчирском, молзавод в Ачимчирском районе. Фундамент, насколько я знаю пока. Эти проекты реализовываются. Я понял, хорошо. И в этом смысле говорить о том, что это некое новшество, я считаю, что это вы не ответили на мой вопрос, Бадр Зурабович. А на каких условиях, почему в закрытом режиме? Абсолютно никакого закрытого режима нет. Каждый, кто интересуется этой информацией, может дать запрос в Министерство экономики. Эти документы не секретные, и они вам ответят на каждый поставленный вопрос. Самое главное, что такого рода проекты продолжаются, и это возможность для нашего бизнеса развивать свое производство. Кстати говоря, вы знаете, что внедрили программу поддержки бизнеса, малого и среднего предпринимательства. На протяжении 2,5 лет мы направили порядка 200 миллионов, поддержали 126 проектов. Это тоже направлено на улучшение. Это очень хорошо, да. Конечно же. Вы, кстати, в свое время... Надо поддерживать малый и средний бизнес. Да, мы планируем в этом году на поддержку малого и среднего предпринимательства направим порядка 200 миллионов рублей на поддержку этих проектов.
Поэтому это направление, которое требует особого внимания. Мы этим занимаемся и дальше будем развивать. Бадр Жавович, вот почему вот эти вопросы и возникают? Ваш земельный участок, не ваш земельный участок и так далее. И журналисты, кого вы имели в виду, я так и не понял, но почему это возникает в том числе, я вам скажу. Потому что вы в том числе в нарушение закона о декларировании доходов 20 февраля 2020 года не сдавали и не публиковали декларации о доходах. Никогда. Это неправильно. Это неправильно. Один раз я вы всегда... Нет. Я был один из тех, кто первый сдавал, как только закон вступил в силу, сдавал декларацию о доходах. Вы можете это уточнить, информацию. Я уточнял. Налоговой инспекции. Я уточнял. Нет, это и неправда. там нет никакой вашей декларации. Не, это неправда. Ну, Это, с этим Адгур я не могу Амирович, согласиться. Бадр Ваша Зурабович, я декларация. очень извиняюсь, но дайте Бадру Зурабовичу. Сколько у нас времени осталось? Можно вас спросить? А сколько у вас вопросов? Еще много? Я Бадру Зурабовичу просила бы, вопросы. вот зрители возмущаются, 25 что Бадру минут Зурабовича мало, вы его Пожалуйста, периодически извините, пожалуйста. перебиваете. Адгур Я вас Амировичу, прошу. кстати, с учетом предыдущих эфиров, понятно, что не хватает ему времени. Ему- Он все пытается У него много максимально. вопросов. Давайте, пожалуйста, Бадру Зурабович, я просила бы, чтобы вы развернутее, что ли, отвечали, или были еще свои вопросы задавали 15 бы. минут осталось на дебаты, 10 минут на прощальное слово, скажем так. Это какое прощальное слово? Ну, сегодняшних теледебатов. Вопросы будет Бадр Зурабович задавать или нет? Я просто... И Бадру Зурабович, у вас есть вопрос к Адгуру Амировичу? Ну, вы знаете, все эти вопросы, к сожалению, сводятся к тому, что мы уходим в какие-то детали. Нам бы хотелось все-таки поговорить, да? Ну, давайте о поговорим. широких, значит, о масштабных проектах, которые должны быть направлены на реализацию ради достижения той цели, к которой мы идем, создание благоприятных условий в нашей экономике. Тем более, что Адгур Амирович долгие годы трудился в области экономики. Скажите, пожалуйста, какие инфраструктурные проекты вы считаете необходимы для реализации вот уже в ближайшем будущем? Инфраструктурные Да, проекты? да. Я считаю, что первое, на что мы должны обратить внимание, это уже объективная необходимость, созданная в том числе усилиями определенных товарищей, это энергетическая инфраструктура. Без реализации и реставрации, скажем так, доведения этой ситуации до нормальной, ни о каком развитии экономики речи быть За не счет может. чего? За счет собственных средств. Вот, например, 1 миллиард 900 миллионов рублей, которые просто выбросили в море, можно было направить. Кстати, парламент предлагал в свое время, я помню, заложить средства на то, чтобы установить приборы учета и так далее. Тогда правительство отказалось. Сказала о том, что мы договоримся с российской стороной. В итоге и там не договорились, и здесь деньги потратили. Вот 2 миллиарда рублей мы просто выбросили в море, благодаря вашей команде. И эти деньги мы могли бы направить, в том числе на энергетическую сферу. Хочу вам сказать, что для того, чтобы установить приборы учета по всей Абхазии, из тех документов, с которыми я знакомил, нужно 1,5 миллиарда рублей. Вот мы бы в рамках этих денег, которые просто мы потеряли, мы бы установили приборы учета по всей стране, у нас еще осталось бы 400 миллионов рублей. Более того, у нас есть необходимость, острая необходимость сокращать потребление. Это в первую очередь за счет приборов учета. Но я хочу вам задать вопрос, Бадр Зурабович. Вот вы на прошлой нашей пресс-конференции сказали о том, что вы собираетесь увеличивать тариф на электроэнергию. Ну, как минимум, снижать вы его не собираетесь. Я вам задаю вопрос. Вот вы собираетесь увеличивать тариф на электроэнергию, который и так уже слишком высокий. А можно я вас спрошу? Вот учитель из вашего села, который получает 15 тысяч рублей в месяц, где возьмет деньги для того, чтобы оплачивать тариф на электричество 2 рубля 80 копеек за киловатт? Можете ответить на этот вопрос? Значит, да, прежде чем перейду к ответу на этот вопрос, я бы хотел отметить следующее. Адгур Амирович, я именно поэтому задал вопрос, на чем необходимо сконцентрировать свое внимание. Учитывая, что вы были министром экономики, курировали энергетическую отрасль, вы совершенно правильно и справедливо отметили все те болевые точки, которые сегодня у нас в энергетике. Но при этом
за весь этот период нахождения ни одного прибора учета за все эти годы установлено не было. Это главное то, что необходимо сделать в первую очередь. Хотел бы обратить ваше внимание, вы говорите о 1 900 000 000, которые были направлены на покрытие дефицита электроэнергии. По оценкам, еще сделанным в 2017 году, вы сами участвовали в этом проекте, на энергетическую отрасль нам необходимо было направить по ценам того периода порядка 24 миллиардов рублей. Так. И каким образом, какие шаги были сделаны, чтобы осуществить необходимые работы по улучшению качества энергетической системы. Мы здесь прекрасно понимаем, что без приборов учета, без серьезных вливаний в энергетику мы сами с бюджетом, хорошо, 4,8 вас не устраивает, 6 миллиардов рублей, с этими вопросами не справились бы. Что было сделано для того, чтобы не допустить ситуацию? Батыр Зуравович, у вас просто не полная информация. За период нашего времени руководителем Черноморэнерго был, на мой взгляд, один из лучших профессионалов в этой сфере, Аслан Георгиевич Басария. И в рамках той программы действий, которую он предложил, мы в рамках инвестиционной программы и за счет собственных средств нашего бюджета, если вы не в курсе, я вам проинформирую. Сколько приборов учета Дело не в приборах учета. Нет, почему? Там, Это смотрите, есть этапность. Вот на тот период приоритетными вопросами стояли ремонт подстанций. Я хочу вам сказать, что все крупные подстанции в Абхазии отремонтированы. Более того, не только крупные подстанции, практически все крупные трансформаторные подстанции были отремонтированы за этот период времени. То есть есть базовые вещи. Вот эти базовые вещи, вот подстанция Сухум-1, когда вы легализовали майнинг, она сгорела. Откуда взяли оборудование, новое оборудование? Хотите, я вам скажу? Это оборудование, которое в рамках той политики, которую проводил Аслан Георгиевич Басария, мы его закупили, потому что подстанция Сухум-1, то оборудование, которое там стояло в 60-х годов, 70-х годов. И вот тогда оперативно заменили, просто нам повезло, что это оборудование было уже куплено. Хочу вас сказать, если бы этого оборудования не было бы, Абхазия осталась бы без электричества минимум на 1 месяц. Потому что такое оборудование изготавливается специально под заказ. Поэтому вот эту крупную сторону, скажем так, мы полностью отремонтировали. Более не полностью. Мы до сих пор осуществляем приборы ремонт учета. Вы сказали, эти же работы необходимо было запараллелить, как и сегодня мы это делаем. Сегодня мы установили порядка 25 тысяч приборов учета. Так. И параллельно ведутся ремонтные работы на подстанциях. И эта работа далеко не завершена. Поэтому мы по 11 часов без электричества. Понятно. Батыр Зуравович, можем мы обсудить с вами международную политику? Да, конечно. Да. У вас на это есть 10 минут, поэтому, пожалуйста, не ограничивайте нас во времени. Если у нас есть вдруг это вопросы... время было определено Центральной избирательной комиссией. Мы договорились... Уже 2,5 часа Хорошо. практически в эфире. Батыр Зуравович, как вы оцениваете текущую международную обстановку? Как известно, формируется новый мировой порядок. В этих условиях очень высокая волатильность в международных отношениях. Например, вот мы видим конфликт на Украине, по всей видимости, подходит к концу. Идут переговоры между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией. Вот сегодня или вчера проходила встреча в Стамбуле между Россией и Соединенными Штатами. До этого в Риаде проходила. Понятно, что и отношения Грузии и Российской Федерации изменились. Мы слышим голоса о том, некоторые голоса о том, что Абхазии необходимо выстраивать конфедеративные отношения с Грузией. Есть даже горячие головы, которые говорят о том, что нам необходимо вернуться в состав Грузии и так далее. Конечно, это не официальная позиция Российской Федерации и российских органов власти, но в разного рода такие голоса мы слышим.
Вот в этих условиях, как вы считаете, мир меняется, и Абхазия, как стратегическая точка на берегу Черного моря, она будет всегда привлекать особый интерес. Это, кстати, и наша выборная кампания показала, что огромный интерес к нашей выборной кампании почему-то возникает у всего мира. Вот как вы считаете, какие перспективы отношения с Грузией, какие перспективы отношения со всем остальным миром, как вы видите расширение международного признания Республики Абхазия? Вот такой вопрос нейтральный, чтобы... Да, спасибо. Действительно, очень важный вопрос, вопрос, который не может не волновать граждан нашей страны в этой связи по поводу того, что вот вы слышите голоса чьи-то, непонятно чьи голоса, но я вам... Есть такие мнения, раздаются. Я вам хотел бы сказать в блогосфере, мнение например, официальных экспертном... лиц. Мнение официальных лиц. Нет, вы знаете, мнение что... официальных лиц, мне известно, я же о нем сказал, что официальные лица таких нет мнений. Я говорю, что такие некоторые экспертные оценки звучат. Да, давайте вернемся к вопросу. Значит, что касается мнения экспертов, так называемых, в данном случае, наверное, это не самое важное. Самая важная позиция государства, которая признала независимость нашей страны. На встрече с Сергеем Викторовичем Лавровым, которая проходила у меня в Москве, еще раз была подтверждена приверженность независимости нашего государства. Никто не ставит под сомнение дальнейшего приверженность международного Российской признания. Федерации. Ну, я же отвечаю. Ваше мнение какое? Я вас не ограничивала, мы же вас не ограничивали. Вопрос, Будет вы справедливость, знаете, и мы дадим Бадризу я на это мнение не опираться не могу. Это мнение главного нашего Ваше союзника. мнение какое? Как выстраивать отношения с Грузией, как выстраивать отношения с внешним миром? Я же к этому иду. Адгура Миранович. С учетом тех рисков и опасностей, которые в том числе вы назвали, мы, безусловно, выстраиваем прежде всего свои отношения с Российской Федерацией, которая является гарантом безопасности нашего государства. Вы знаете, что дальнейшее международное признание нашей страны проходит при поддержке российского государства. Что касается Грузии, взаимоотношений Грузии, ни о каких взаимоотношениях конфедеративных, либо которых вы там назвали, неприемлемы. Статус своего государства народ Абхазии определил. Мы строим современное, независимое, признанное государство. В этом смысле у всех граждан нашей страны это четкая позиция, четкий посыл на сохранение нашей государственности. Другого мнения ни у одного политика в нашей стране быть не может. В этом контексте тогда дополнительный вопрос. Как вы относитесь к тезису о том, что нам надо поделиться частью суверенитета? Значит, вы задавайте вопрос тому, кто это произнес, но со своей стороны суверенитет и государственность нашей страны – это ключевая история, за которую народ нашей страны столетиями воевал и достиг того уровня, который мы сегодня имеем. Мы сохраним свою государственность, суверенитет и статус нашего государства. Бадр Журавович, я вас спросил, как вы относитесь к этому тезису? Вы лично как относитесь? Если это вырвано из контекста, я даже его комментировать не хочу. Нет, не вырвано из контекста. Вот как вы я относитесь... считаю, что своей государственностью мы ни в коем случае ни с кем делиться и не собираемся. Вот и все. Что, Уважаемые кандидаты в президенты, мы в эфире ровно 2 часа 20 минут. Мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу, после чего у вас будет возможность еще у меня есть вопрос. подойти.
Ҳаҭырсқәа телехәаԥшцәа, уажәы ҳаиасуеит аҵыхәтәантәи ахәҭахьы акандидатцәа ираҳҭоит ажәа алхыҩцәа рахь рхы нарханы ажәақәак рҳәарц азыҳәан. Адгәыр Амиран-иԥа ажәа шәаҳҭоит. Табу. Уважаемые сограждане, осталось несколько дней до второго этапа голосования выборов. 1 марта мы с вами определим судьбу нашего государства, нашего народа. Мы все понимаем, в рамках какого давления мы находимся. Особенно наша команда подвержена серьезному давлению. Но это давление нас никак не останавливает, не пугает. Мы продолжаем свой путь и пойдем до конца. Я обращаюсь к каждому из вас. Сегодня на выборах 1 марта мы отвечаем всего на один вопрос. Будем ли мы дальше встречать на своей прекрасной земле радушно гостей, или же сами окажемся гостями на этой земле? Вот главный вопрос, на который мы с вами должны ответить 1 марта. Известно, что абхазский народ прошел через серьезные испытания. И многовековая борьба за независимость и собственное государство прошла не бесследно. Да, это тяжелый путь. 32 послевоенных года тоже были тяжелыми. И, конечно, может быть, кто-то устал, кто-то не верит в собственные силы. Но хочу к вам обратиться. Я абсолютно уверен, что у нас с вами все получится. Мы решим все проблемы, которые стоят перед нашим государством. Мы объединим абхазский народ, мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы обеспечить будущее наших детей, их детей, будущих поколений, чтобы на этой земле они всегда оставались хозяевами. А отдельно хочу обратиться к армянской части нашего населения. Не поддавайтесь давлению. Всю ложь и провокацию, которую развернули в рамках предвыборной кампании, эта вся ложь рассчитана на то, чтобы вы под нажимом этих обстоятельств сделали не тот выбор. Нет в Абхазии никаких протурецких или прозападных кандидатов в президенты. Ни Бадра Гумба, ни Адгур Арзанба, ни другие кандидаты не являются какими-либо там агентами каких-то спецслужб. Мы проабхазские политики. Адгур Арзанба и его команда ориентированы на интересы многонационального народа Абхазии. Поэтому отдельно хочу обратиться к вам. Не поддавайтесь на провокации, приходите 1 марта на выборы и вместе со всеми гражданами Абхазии сделайте выбор, опираясь на свой разум. Хатырску суажлар. Шарашоп хара хазгу. Ямарядзым амта хастагылу и самхарги и лышкаут и о процесску. Хаюна хахчаб, хаспшума хаан хапапсынра. И ахамца бубриза тагыла заща. Учту яхпейпш, хахзахана джуидзбо. Харасхоцп хахучква, учту я абипараква. Убарт харасхоцп. Салгам таиф аджба яжаква срыбхерстахуб. Сшыхот ишмырдзын сыԥсҭазаара сқәысҵаз. Сгәыӷрақәа ҭамхеит, ихыҟоу шәашәҿоуп. Сшәыҳәоит акымзарак шәмырӡын ишәысҭаз, убри сара сзыҳәан иреиӷьу баҟоуп. Убри зегьы ҳазхәыцны, уаҵәтәи амш ҳазхәыцны, ҳаидгыланы, абри алхратә процесс аҩбатәи атураҿ ҳнеины, ибзианы ҳхәыцны, ҳԥеиԥш, ҳара ҳҳала, уаҵәтәи амш зеиԥшрахо ҳара иҳаӡбып. Иҭабуп даараӡа. Ҭабуп, Бадра Зураб-иԥа ажәа шәымоуп. Акыр иаԥсоу ҳауаажәлар. Абар ахәылԥшышҟа инеиуеит ҳара иахьатәи ҳазҿу аполитикатә процесс, аҳәынҭқарра ахада иалхра. Ари амза иҭагӡаны еиуеиԥшым ахҭысқәа мҩаԥысит ҳҳәынҭқарра аҩныҵҟа.
еиуеиԥшым аиакәым аибаҳәароума, ҳажәлар иртәым, иртәышьҭрам аизыҟазаашьоума, аха уи зегьы ҳарҭ ҳалсит, ҳагәылсит, ҳара ҳкоманда ахаҭарнакцәа аӡәгьы гәыбӷан ииҭаӡом, ҭабуп ҳәа шәасҳәот, шәыззагьы, шәыздгылазаалакгьы, алхрақәа рҿы иааиз зегьы, ҳара ҳзы акыр иаԥсоуп шәара шәгәаанагара, шәара ҳҳәынҭқарра аԥеиԥшызы ишәхәыцо, избан акәзар, ҳара ҳакзаароуп, алхра ҳаналгалагьы ҳаиқәзырхо, ҳакзаароуп ҳԥеиԥш аазырԥшо. Ашәышықәсқәа ирҭагӡаны ҳара ҳмаҷра алшара ҟнамҵаӡеит ҳауаажәларыӡо. Уи алшара ҳазымҭаз ҳакзаароуп. Иахьатәгьы иаарԥштәуп аҟәыӷара, аманшәалара, аԥеиԥш азхәыцра ҳажәлар ианықәзаалак иаадырԥшоз. Ҳара ҳажәлар ҳахынӡарылаз мызкеибжак иҭагӡаны иаҳаҳаит шәгәы иҵхо азҵаарақәа зегьы. Иахьа уажәраанӡа ҳҳәынҭқарра ашьақәыргылара аус аҟны арҭ азҵаарақәа аудыҩра цәгьахеит ижәдыруа аибашьра хлымӡаах ҳахысны ҳара ҳекономикаҿы иҟоу аудыҩрақәа алшара ҳазымҭаз аӡә гәыбӷанк иаҳҭар ҳҭахӡам, уаанӡа иҟаз аиҳабацәа роума, аиҳабыра роума, иахьа уажәраанӡа ҳажәлар рымыӡуа роума, аха иаҭахуп даҽазныкгьы аарԥшра, аҟәыӷара, азнеишьа, ҳекономика азҵаарақәа арӷәӷәара, ҳҭышәынтәалара арӷәӷәара, ижәдыруа аҩныҵҟатәи аҭагылазаашьа, акриминогент ҭагылазаашьа аихтәра аусқәа инагӡатәу, ари зегьы азҿлымҳара аҳҭоит, ҳара ҳус хынаҳкӡо. Уважаемые соотечественники, дорогие граждане нашей страны, сегодня подходит к завершению политический процесс. Я уверен, та мудрость, то отношение народа Абхазии, который народ всегда проявлял в самые тяжелые, непростые времена, мы проявим еще раз. Ни в коем случае мы не можем себе позволить разделять наше общество ни по политическим признакам, ни по этническим признакам. Это только сделает нас слабее. Вы знаете, именно единство сохранило нашу страну и дает возможность развиваться нашему государству. Ни один посыл, ни одно слово в рамках предвыборной кампании мы себе не позволили в отношении граждан нашей страны. Все граждане, которые пришли проголосовать к урнам, каждый из них пытается сделать нашу страну лучше. Я благодарю за ваше мнение, за ваше отношение к нашей стране. Уважаемые соотечественники, призываю вас прийти 1 марта на избирательные участки и проголосовать за того кандидата, которого вы считаете достойным. Никаких угроз о том, что завтра в случае, если мы изберем одного или другого кандидата в президенты, для нашей страны не будет. Каждый из нас пытается сделать все возможное для сохранения нашей государственности. Призываю еще раз отдать свой голос за того, кого считаете достойным. Спасибо большое. Бадра Зураб-иԥа, Адгәыр Амиран-иԥа, Ҭабуп идуӡӡан ҳәа шәасҳәеит. Адгәыр Амиран-иԥа Аԥсуа Дырхәаԥшра шәгәы аҳҵама, ишәҭахыз зегь шәызҳәама. Ҽыԥныҳәак ҳәа ҳахаҟьак шәымаӡам, усами ҩба минуҭ инацны иахьа азҵаарақәа ишәҭеит, ҳалгоит уажәыҵәҟьа, абри ала нас теледебатқәа ҳаркәшоит. Да, хочу поблагодарить наших кандидатов в президенты за то, что смогли принять участие в теледебатах. Конечно же, нашим телезрителям огромная благодарность за то, что с нами провели это время, 2,5 часа. Напоминаем очередной раз, что послезавтра, 1 марта, в первый день весны, состоится второй тур выборов президента Республики Абхазии. Как вот кандидаты сами подчеркнули, приходите обязательно на голосование.
проголосуйте за того, за кого считаете самым достойным кандидатом. Хатырское телехопшца Бриала ухатпе теледебат куахрукшу. Да зустада абснапнт карра ахада афбапи. Да зустада абснапнт карра афбапи ахада изи пшрахой алеспи хушукса. Яхнар будет амта абзирас.